Здравствуйте! В эфире «Прямая линия» с Владимиром Путиным. В студии Наиля Аскерзаде и Екатерина Березовская. Наши коллеги Татьяна Ремезова и Наталья Юрьева работают вместе с волонтерами в Центре приема и обработки сообщений. В прошлом году у нас было два проекта в одном – большая пресс-конференция и прямая линия. Сегодня формат нашей передачи изменился. Главное – это прямое общение. Только президент и граждане, что называется, без лишних посредников. Во время нашего эфира вы не раз услышите о специальной платформе, мобильном приложении «Москва Путину». Это своего рода проводник, пропуск в наш эфир. И получить этот пропуск может каждый. Итак, в прямом эфире президент России Владимир Путин. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы находимся в центре обработки сообщений. Здесь бьется пульс прямой линии. Вот, как вы видите, прямо за моей спиной редактор в эти минуты обрабатывает звонок. Номера, по которым можно звонить и отправлять СМС, вы видите на ваших экранах. Но для того, чтобы лично обратиться к президенту, есть всего один способ. Выйти на прямую видеосвязь с главой государства можно с помощью специальной программы «Москва Путину». И, возможно, президент ответит именно вам. В нашем центре обработки сообщений идет очень тщательная, напряженная, кропотливая работа. Почти 2 миллиона вопросов к нам уже поступило на эту минуту. Самым популярным средством связи, что бы ни говорили, по-прежнему остается телефонный звонок и СМС. Их в сумме уже больше миллиона. Но, конечно, многие оценили и приложение «Москва Путину». Его скачали более 650 тысяч раз. В этом году, как и в прошлом, нам снова помогают волонтеры. Они занимаются обращениями уже вторую неделю. И многие проблемы граждан удалось решить еще до эфира нашей программы. Владимир Владимирович, по практике работы на прямой линии могу сказать, что в ходе эфира удается ответить максимум на 70-80 вопросов. Какова судьба остальных вопросов? Ведь их-то уже почти 2 миллиона. Вот я тоже хотел бы с этого сегодня начать нашу встречу. И вот что хочу сказать. И в 2019 году, когда вот эта прямая линия проходила в таком полном формате, как сегодня, поступило где-то свыше миллиона вопросов. И в прошлом году, когда проходила совмещенная и прямая линия, и большая пресс-конференция, поступило много сотен тысяч вопросов. И хочу вас заверить, ну, это такое, на первый взгляд, самонадеянное заявление, но тем не менее, хочу сказать, что мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным. Вот более того, в 2019 году, как я сказал, свыше миллиона поступило вопросов, свыше 500 тысяч сегодня уже обработаны, и более того, на них даны конкретные ответы. По ряду из них работа продолжается по этим вопросам, в том числе и потому, что для того, чтобы отреагировать должным образом положительно, нужно выносить изменения и в нормативную базу, нужно включать решение этих вопросов в бюджеты регионов или даже федеральный бюджет. Это большая работа. И ее было бы невозможно провести, если бы не помощь Общероссийского народного фронта и других общественных организаций, которые включились в эту работу. И очень активно с администрациями самого разного уровня, и с местными, и с региональными, и с федеральными, работают для того, чтобы людям помочь. Это, конечно, помощь мне, поскольку ответы приходят в мой адрес. Но я хочу вот обратиться сейчас к добровольцам, к тем людям, волонтерам, к тем людям, которые обрабатывают эти вопросы, что слова благодарности хочу передать именно от граждан, потому что это вопросы приходят, конечно, в мой адрес, но вы помогаете рядовым гражданам страны, и за это вам огромное спасибо, большое спасибо. Надеюсь, что такую же работу продуктивную мы организуем и после проведения сегодняшнего мероприятия. Хотя и в ходе прямого общения, надеюсь, нам удастся вывести на те проблемы, которые людей больше всего интересуют, и постараемся и в ходе сегодняшнего общения некоторые из них решить. Спасибо большое.
Напомню, для слабослышащих телезрителей есть специальная версия нашей программы с сурдопереводом на канале «Общественное телевидение России». Предлагаю перейти к конкретным вопросам. Конечно, больше всего всех волнует очередная волна коронавируса. Появляются новые мутации, люди хотят знать, где четкие правила. Почему у нас вакцинация объявлялась вроде как добровольной, но теперь в Москве и в ряде других регионов 2/3 работающих в определенных сферах обязаны вакцинироваться? Почему массовые мероприятия вроде как под запретом, но чемпионат Евро-2020 проводить можно? Вот как сделать так, чтобы и губернаторы, и чиновники, и простые граждане понимали, где вот эти четкие правила? Ничего проще нет. Что касается Евро соревнований по футболу, Евро-2021, то здесь, конечно, прежде всего мы вынуждены были исполнять обязательства, которые взяло на себя государство по организации этих крупных мероприятий спортивных. А в целом нет ничего проще понять, что в этой сфере происходит. Нужно только посмотреть в норму закона. Вот и я в свое время говорил, как вы помните, о том, что обязательная вакцинация. Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться этой же точки зрения. Надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там две основные составляющие. Это общенациональный календарь прививок, и он является обязательным. И вот это обязательная вакцинация. Были предложения коллег перевести вакцинацию против ковида, против ковидной инфекции вот в этот раздел национальных прививок, национального плана. Но депутаты не поддержали, депутаты Государственной Думы. Поэтому в этот раздел национального плана вакцинации вакцинация против ковида не попала и не является обязательной в общенациональном плане. Вместе с тем, вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъема заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска. Именно этой нормой закона в 10 субъектов Российской Федерации руководители воспользовались и ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий из так называемых, повторяю, групп риска. Это в рамках закона еще 1998 года. Поэтому никакой неразберихи здесь в России нет. Все действуют в рамках закона, о котором я сейчас только что сказал. Но общероссийского локдауна не будет? Это другой вопрос. И действия наших коллег в отдельных этих 10 регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна. Когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели и падают доходы населения. Вот для того, чтобы этого не случилось, в отдельных регионах и по отдельным категориям граждан и вводятся такие обязательные нормы, связанные с вакцинацией. Как известно очень хорошо, много раз об этом уже сказали специалисты и по телевидению, в интернете, во всех возможных средствах массовой информации, по всем каналам сказано о том, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть. У нас 4 вакцины. Они высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные. Поэтому надеюсь, что предубеждение у некоторых наших граждан оно будет проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться. Сейчас свыше 20 миллионов, 23 миллиона, по-моему, уже вакцинировано. Как видим, все у нас в порядке. И, слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения AstraZeneca либо Pfizer. Успокоили про локдаун?
Владимир Владимирович, надеюсь. мы знаем все, что вы на своем личном примере знаете, что такое вакцина, и всей стране, в общем-то, этот пример подали. Но, тем не менее, есть у нас вопрос. Вот я, если позволите, процитирую СМС, который к нам пришло. Скажите правду, президент сделал прививку или нет? Почему видео не показали? И еще спрашивают, какой вакциной вы привились. Не только в этом СМС, очень много таких вопросов, всем интересно. Я понимаю. Меня действительно просили не говорить о том, какой вакциной я прививаюсь, чтобы не создавать каких-то конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой. Но я вижу, что вопросов действительно очень много. По поводу видео, я не думаю, что это так уж важно, показать видео. Ну а если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать видео. Поэтому, а сейчас, знаете, жуликов очень много, которые делают вид, что делают прививки. К сожалению, медики им иногда подыгрывают. На самом деле колят там, я не знаю, что угодно. Или физраствор вообще, какой-нибудь. Физраствор, или ничего не колят. Ну, я надеюсь, что в большинстве своем граждане страны понимают, что если я сказал, что прививку сделал, то так оно и есть. На таком уровне, мне кажется, люди не занимаются мелким жульничеством. Что касается меня, то тогда, когда я делал, это в феврале, что ли, было, у нас в гражданском обороте были две, по сути. Эпивак Корона Новосибирского центра «Вектор» и Спутник Ви, как известно. Ну, они обе хорошие. Только появилась там третья еще, но фактически в гражданском обороте еще не было. Ну, конечно, я мог сделать любую из них, но, вы знаете, как не покажется странным, особенно я с врачами это даже не советовался. Я смотрел вот как бы и по своим знакомым, кто чего там делает. Они, повторяю, обе хорошие, современные. Вот векторовская вакцина, она вообще такая синтетическая, как говорят, она продвинутая. Но, как мне показалось, по своим знакомым, вот, может быть, это лишнее, но тем не менее, расскажу, чем я руководствовался. Все-таки действует она поменьше по времени. Вот. Хотя есть у нее преимущества, хотя у нее свои преимущества. После нее вообще никаких побочных явлений, в том числе даже и подъема температуры, нету никаких других побочных факторов. Но я все-таки исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше, и принял для себя решение привиться спутником Ви. Тем более, что вооруженные силы у нас прививаются спутником Ви, а я все-таки верховный главнокомандующий. Вот. Я уже говорил, могу повторить еще раз. Вот после первого укола вообще ничего не чувствовал. Вот где-то часа через 4, ну так, чувствовалось вместе укола, так, небольшая чувствительность появилась. После второго я сделал в 12 часов дня, в 12 часов ночи, измерил температуру была 37,2. Лег спать, проснулся, 36,6. Все. Вот, и через там сколько-то дней, дней 10, 15, дней 20, что ли, прошло. Взяли кровь, посмотрели результаты, высокий уровень защиты. Вот. Все, и вам рекомендую. А вы, кстати, сделали? Вы знаете, нет, я не так давно переболела, мне еще рано. Ведь Минздрав у нас уже дал рекомендации не так давно, как быть переболевшим, как поступать с прививкой. Если я не ошибаюсь, то ли полгода, то ли 12 месяцев нужно подождать, пока еще есть некая естественная защита. Ну, теперь-то все понятно. Вот, знаете, и Минздрав дает рекомендации, и Всемирная организация здравоохранения совсем недавно, несколько дней назад, сделала свои рекомендации. В нормальных условиях, когда нет никакой пандемии, рекомендуют ревакцинироваться через 12 месяцев. А когда все-таки наблюдается пик, ну если не пик, то рост заболеваемости, рекомендуют делать вторичную прививку через 6 месяцев. Вот таковы рекомендации ВОЗ. Ну, значит, осенью. Да. А болели как, легко? Да, можно сказать легко. Но видя ту картину, к сожалению, которую мы наблюдаем и в новостях, и в интернете, страшно смотреть очень часто. Ну, люди сталкиваются когда с инфекцией, даже после
прививок, 10% примерно тоже заболевают. Но болезнь проходит легко и без последствий. Вот что важно. Вот что важно. Вот это самое главное, наверное. Потому что если человек без прививки болеет, то отдаленные последствия могут быть весьма тяжелыми. Поэтому вам нужно внимательно смотреть за своим здоровьем, если есть необходимость реабилитироваться. Послушав вас, сейчас, конечно, многие побегут делать прививку «Спутник Ви», но не все. И ведь люди не идут вакцинироваться не просто так. Есть вопросы к эффективности вакцин. Защищают ли они от новых штаммов? Вы, наверное, знаете о том, что болеют же и после прививок, и причем многие. Я только что об этом сказал. 10% примерно. Это в среднем 10%. Но, повторяю, достаточно легко проходит это заболевание. Вот очень известные люди после прививки заболели. Не буду сейчас фамилии называть, это все-таки такая личная вещь. Очень известный на всей стране. Вот буквально там неделю назад один из моих коллег заболел. Вот мне сказали, вчера все уже на работе. Поэтому у меня близкие мои люди тоже, некоторые вакцинировались, заболели, к сожалению. Тоже достаточно быстро все прошло. И никакими такими тяжелыми специальными препаратами просто не лечились даже. Это вот просто люди из моего ближайшего окружения. Поэтому вакцинация имеет смысл. А вот я встречался недавно, как вы знаете, в Кремле мы проводили награждение медалями звездными героев труда и госпремиями наших ученых, в том числе тех, которые изобрели вакцину. Вот я еще раз повторю то, что я от них слышу, но они выступают же постоянно. Болезнь может тяжело протекать. И еще хуже последствия, даже отдаленные последствия. Вот об этом нужно обязательно думать. А то, что там... Ведь всегда, знаете, всегда есть... Всегда были люди, которые вообще считают, что не нужно делать никаких прививок. Вот таких людей много. И не только, да, диссиденты прививочные. Их достаточно много. И у нас в стране, и за границей. Что происходит в мире? О чем говорят специалисты? Вот когда вакцинация идет широким фронтом против основных инфекций, вроде все становится нормальным. И нет необходимости, люди считают, прививаться. А что прививаться? Никто и так не болеет. Почти что. Как только начинает снижаться до определенного порога, бам, и откуда ни возьмись, появляются вспышки. И тогда все уже бегут быстрее и быстрее вакцинироваться. Но надо прислушиваться не к людям, которые мало чего в этом понимают и пользуются слухами какими-то, а к специалистам. Ведь это происходит по всему миру. Знаете, я чего только не слышал, что ничего нету. На самом деле никакой эпидемии не существует. Вот я смотрю иногда на то, как люди говорят, вроде взрослые люди, образованные, не знаю, откуда они это берут, что руководители, когда говорят, что вот во всем же мире это происходит, да, руководители стран сговорились. Они вообще понимают, что в мире происходит, в условиях каких противоречий живет сегодняшний мир. Но многие же верят, что... Все взяли, собрались и сговорились. Но это же чушь. Но некоторые верят, что это искусственное происходение было у вируса. До сих пор это обсуждают, кстати, достаточно активно. Но это другой вопрос. Искусственное, неискусственное. Это другой вопрос. Вопрос, как от этого защититься. Ждать, пока заболеешь, вот как вы, и чувствовать себя бодреньким и таким веселым. Вот. Вы молодой человек совсем, и в прекрасной форме. Да? А ведь есть люди и с другой комплекцией, с какими-то хроническими заболеваниями и в возрасте. Да? Это так называемая группа риска, еще раз повторяю. Но это опасно. Опасно для жизни. А прививка не опасна. Нет ни одного серьезного осложнения у нас. Ничего. Вот у меня температура поднялась 37,2. Ну и что? У дочки моей она сделала тоже спутник Ви. Но было 37,5, правда. Это тоже, тоже одни сутки. И все. Все прошло. Давайте я расскажу, как будет организована наша сегодняшняя работа. Мы уже получили 2 миллиона обращений. Люди продолжают писать, звонить, присылать свои сообщения. Мы их собираем и делим по темам. Обратите внимание, вот это основные темы, по которым мы получили обращение граждан. Можем выбрать любую, например, связь и интернет, и узнать, что интересует наших телезрителей. Пожалуйста. Или, например, здравоохранение. Конечно, всех волнует, как строится
борьба с ковидом, как проходит вакцинация, первичное звено и доступность лекарств. Пожалуйста, любой, тыкайте пальчиком, как вам больше нравится. Да, вы знаете, давайте, Владимир Владимирович, как раз остановимся на подтеме вакцинация и борьба с ковидом. Хочу обратить ваше внимание, вот внизу экрана кратко обозначены федеральные округа. Мы можем выбрать абсолютно любой, посмотреть, из каких городов люди обращаются. Также нужно обратить внимание, что у нас разный вид обращений. Что-то в формате видео, где-то текст, будут и звонки, и прямые включения. Я предлагаю запустить видеообращение из Москвы. Запускаем? Пожалуйста. Да, пожалуйста, пожалуйста. Любое. Добрый день. Здравствуйте. Цветков Евгений, город Москва. Добрый день, Евгений. Моя супруга, преподаватель в одной из московских школ, имеет медицинский отвод из-за давнего хронического заболевания. Но руководитель, директор школы не принимает этот медицинский отвод и требует до 15 июля предоставить документы о вакцинации. Моя супруга никак этого сделать не может в настоящее время. В противном случае ее обещают уволить. Подскажите, насколько это законно? Это незаконно, сразу могу сказать. Значит, если есть медотвод, отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права. Я думаю, что просто директор школы, где работает ваша супруга, не знает об этом. Вот надеюсь, что он это услышит и вот эти требования незаконные снимет. Давайте продолжим отвечать на вопросы по этой теме. Вот я вижу, у нас есть сообщение из Омска. Давайте посмотрим. Пожалуйста. Человек переболел, выписали, сказали, что есть бесплатная реабилитация в одном из 3 возможных учреждений. В одном не оказалось квот, в другом надо заплатить 50 тысяч рублей. Вот что вы ответите этому человеку, который переболел? Я тоже переболела и знаю, что нужна реабилитация какое-то время. Ну да, действительно. И мы сейчас занимаемся тем, что организуем эту работу. По сути, ведь реабилитации в России вообще, вот как такого фактора оздоровления людей после перенесенных заболеваний фактически не было никогда. Ну, а раньше санатории были, помните, в советское время? Ну да, санатории были, они работали, как правило, как они сейчас есть, кстати говоря, работали как дома отдыха, как гостиницы. Вот. Это было в советское время. В советское время много чего было, а много чего не было. Да, была И другая... ковида не было. ковида не было, слава главное. богу. Там были другие заболевания. И, кстати говоря, в условиях Советского Союза при достаточно жесткой системе вакцинации, а там было практически все обязательно, вас кто-нибудь спрашивал, когда детей в школе вакцинировали? Никто не спрашивал. Тук, тук, тук. Всем ставили одинаково. Вам тоже? И мне тоже, конечно. А что же? Я жил в простой рабочей семье. У меня родители рабочие были. Кто их там спрашивал? Никто не спрашивал никогда. И меня никто не спрашивал. Вот в очередь выстроили медкабинет. Пам-пам-пам. Всем сделали. Все, до свидания. Но зато стабильная была ситуация с точки зрения борьбы с инфекциями. Стабильной. Потом, когда после развала Советского Союза развалилась и социальная система в значительной степени, в том числе и многие вопросы, связанные с теми темами, которые мы обсуждаем сейчас. Вот. Ну, сейчас мы будем вкладывать серьезные деньги. Специально выделили отдельные средства на систему реабилитации. И вот прямо сейчас будем заключать контракты на приобретение необходимого оборудования. Дело в том, что для того, чтобы проходить реабилитацию после ковида, а здесь и ковид ударяет и по сосудам, и по органам дыхания, по другим системам организма. Вот здесь нужна специальная техника, специальное оборудование. Эти деньги выделяются, практически они уже выделены. Сейчас эта работа начнется. То, что предлагается там за какие-то деньги, я уж не знаю по поводу, в связи с чем, значит, но повторю еще раз, можно посмотреть конкретный случай. Там, если есть данные, мы найдем. Если хотите, мы можем связаться с автором этого Он из обращения. Омска. Да, давайте В свяжемся. течение программы у нас есть Васильков такая Василий, мы возможность. тогда к нему вернемся. А Да, давайте да, сейчас да. мы переместимся в Центр обработки сообщений. Но средства на создание системы реабилитации против ковида выделены, и эта система создается. Мы перемещаемся в Центр обработки сообщений. Наталья Юрьева, вам слово.
Спасибо. Наш центр обработки сообщений буквально заваливает вопросами. Их уже почти 2 миллиона. Давайте узнаем, откуда звонят люди. Вот здесь, например, обращение из Москвы вижу. Здесь еще пока человек не представился. Конечно же, очень много вопросов по теме вакцинации. Я знаю, что вот здесь есть видео-вопрос. Откуда? Из Москвы. Тоже из Москвы, от Екатерины Качайловой. Давайте, пожалуйста, посмотрим ролик, который она нам прислала. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина, город Москва. Я планировала получить вакцину против COVID-19. Но, к сожалению, в пунктах вакцинации врачи не смогли ответить на вопрос, не являются ли мои заболевания противопоказаниями для получения прививки. Узнать свою температуру, померить давление я могу и дома. И, конечно же, не пойду за прививкой при плохом самочувствии. Скажите, пожалуйста, где можно получить квалифицированную помощь и ответы на мои вопросы? Какие могут быть риски и последствия при получении данной прививки? Благодарю вас за помощь и ответ. Катя, ответ очень простой. Ну, совсем лежит на поверхности. Если у вас есть какие-то заболевания, ну, там, хронические или вот совсем недавно приобретенные, вы о них знаете, наверняка вы общаетесь с врачом, со специалистом, который вас ведет как своего пациента. Вот к нему и надо обратиться. Это он должен вам ответить, вам показана прививка или нет. Это ничего проще нет. Я так Нужно понимаю, так и она сделать. не нашла ответа на этот вопрос. Нет, ведь Катя сказала, что она обращалась в прививочные пункты, Да. а в прививочных пунктах это могут и не сказать. Там же, ну, кто работает? Там работают медсестры там, и так далее. А речь идет о, возможно, об узких специалистах, более глубокое которые ведут пациента своего. Вот к ним и нужно обратиться с вопросом, можно делать прививку или нет. И они должны ответить. Я предлагаю вернуться в колл-центр. Есть у вас еще звонки, сообщения? Здравствуйте, Владимир Владимирович Путин. Здравствуйте. Меня зовут Максимов Саша. Я ученик 3 класса школы 2070 города Москвы. Через 2 месяца у нас начинается новый учебный год. Скажите, пожалуйста, как мы его встретим? За партой или же дома? Спасибо. Саш, не могу сейчас тебе этого ответить, не могу сейчас этого тебе сказать. Полноценного ответа на этот вопрос у меня нет, потому что мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране или там, где ты живешь. Вопрос, тем не менее, вопрос понятен, но скорее всего, что дети младших классов, конечно, будут ходить в школу, ведь мы и раньше их практически не закрывали в самые сложные времена прошлого года, весной и летом прошлого года. Поэтому, скорее всего, в начальных классах учебный процесс будет организован в обычном режиме. А в старших, ну, надо будет посмотреть, исходя из конкретной ситуации, как я уже сказал. Но я думаю, я надеюсь, в конце концов, на то, что все-таки мы достигнем такого коллективного иммунитета, о котором мы говорим, в том числе благодаря активному прививочному процессу и школы, и высшие учебные заведения, и предприятия малого, среднего бизнеса, крупные наши компании будут работать в обычном режиме. Владимир Владимирович, ну, понятно, что у вас иммунитет есть не только к коронавирусу теперь, но и, наверное, к каким-то недружественным странам. Вот такой вопрос, который к нам пришел по СМС, по номеру 04040. Почему Украина не входит в список тех самых недружественных стран? Игорь Обоймов, Москва. И еще одна на эту же тему. Вы с Зеленским будете встречаться? Значит, почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ недружественный нам народ. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что вообще украинцы и русские – это вообще один народ. Вот смотрите, евреи в Израиль приезжают из Африки, из Европы, из других стран мира. Вот из Африки вообще черненькие приезжают. Так? Значит, из Европы приезжают, говорят на идише, а не на иврите.
Вроде и не похожи друг на друга. А все равно еврейский народ дорожит своим единством. У нас, что далеко ходить в Израиле? У нас есть такой народ, один из коренных народов России, как, ну, скажем, мордва. Там есть, значит, Эрзия, Мокша, а потом еще есть, по-моему, Шокша, еще там 3 группы. Но все они считают себя мордвой, мордвинами. И говорят, в общем-то, на языке одной группы, но все равно вот Эрзия и Мокша друг друга даже не понимают. У них язык отличается больше друг от друга, чем русский и украинский. Но они дорожат своим единством. Почему? Потому что по нескольким причинам. Во-первых, они умные и понимают, что вот это дробление ни к чему хорошему не приводит. Оно ослабляет просто этнос. Дальше. Есть внешние факторы. Что имею в виду? Русский народ всегда старались растащить и раздробить. Это со средних веков еще, с Речи Посполитой, потому что сама Польша хотела стать великой державой, поэтому старалась раздробить всех, кто вокруг, значит, всех, кто рядом. А потом это подхватила Австро-Венгрия в преддверии Первой мировой войны. Но мы-то вообще должны это понимать. Но везде у нас как раньше трактовалась эта этническая составляющая. Были великороссы, белороссы и малороссы. Потом под воздействием внешних факторов, а потом еще большевики внесли свою лепту, значит, у нас начали как бы разделять единый русский народ. Кстати говоря, мы, к сожалению, сейчас не сможем поговорить об этом как бы подробно. Я уже думал над этим. Я статью напишу отдельно. Напишу отдельную такую аналитическую статью и надеюсь, что и в России, и в Украине с ней познакомятся люди. Я изложу свое отношение к этому делу. Потому что ведь люди многого просто не знают истории. Ну, конечно, но никто же этим не интересуется. Люди живут в своем мире. А это важно для нас, для всех. Ну так вот, я не считаю, что украинский народ является недружественным. Нет, ничего подобного. Это мы единое целое. Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно недружественное к нам. Это совершенно очевидное дело. Иначе трудно было бы объяснить проект закона, который сейчас внесен президентом в Раду, а именно о коренных народах, где русский народ объявляется некоренным на этой территории. Но это вообще просто уму непостижимо. Это, понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, теперь они объявляются там некоренными. Что это так, к чему это приведет? Это приведет к тому, что часть людей может уехать. Но куда ехать-то? Квартира, значит, работа и так далее. Тогда будут вынуждены переписываться, что они чувствуют себя людьми второго сорта. Это приведет к сокращению общего числа русских. Это, знаете, сопоставимо так по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения. Это серьезное дело. Но вот выдавливают русский язык из практической жизни реально. Вы знаете что? Везде хватает узколобых людей и крайних националистов. У нас такие есть, и на Украине такие есть. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. И результаты их работы разрушительные. Это касается и подавления оппозиции в Украине. Ну вот Виктора Медведчука, который на самом деле, на мой взгляд, является украинским националистом. Взяли, заперли его в преддверии избирательных кампаний дома, браслет одели. Значит, принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные. На это никто не обращает внимания. Просто как бы внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией, у них нет никаких шансов. Подавляют на корню. Кого-то сажают в тюрьму, кого-то под домашний арест, кого-то убивают на улицах. Ну что встречаться с Зеленским? Если он отдал свою страну под полное внешнее управление.
Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чем разговаривать? Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить. Владимир Владимирович, мне подсказывают редакторы, что мы дозвонились до Владимира Цветкова, который рассказывал историю своей жены, которой грозит увольнение с медотводом. Я прошу прощения, давайте выведем звонок, который у нас касается немножко другой темы, но смежной, реабилитации после ковида. Из Омска. Из Омска. Давайте. Василий Васильков. Абонент недоступен. Ну вот немножко у нас не получилось с первого раза, но я думаю, мы дозвонимся в ходе работы, может быть, вернемся к этому еще. Конечно. Давайте переместимся в Центр обработки сообщений. Татьяна, вы на связи? Да, коллеги, спасибо большое. Мы обработали уже десятки тысяч вопросов, смотрели, перезванивали, уточняли детали. Стабильно в пятерке самых популярных, актуальных тем – это экономика и рост цен. Вот если вбить слово «цена», «цены» в нашу базу вопросов, вылезают просто десятки тысяч обращений. И я вижу, что одно видеообращение записано прямо в продуктовом магазине. Давайте его посмотрим. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, подскажите, пожалуйста, как так получилось, что у нас бананы с Эквадора, вот цена, стали стоить дешевле, чем морковь из наших соседних областей? Вот такая цена. И также вопрос по картофелю. Откуда вот такая цена? Вот как прожить человеку, моей маме, например, зарплата и равной прожиточному минимуму, вот с такими ценами на продукты? Вообще тут кто-то контролирует у нас цены в России, или они как бы сами по себе как-то устанавливаются? То есть как кто придумал какую цену, да, то есть мы можем такую цену и написать. Я, если правильно записала, морковь была 110, бананы 70, а масло 500-600. Вот я морковь и бананы записала. Там бананы. Значит, смотрите, сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, это общемировая тенденция. Рост цен на продовольствие. Везде так происходит. И, конечно, имея в виду, что Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается. Причин там много, я сейчас не буду перечислять. Их там и печатание денег в основных странах, эмитентах и так далее, и так далее. Вот ковидные последствия, сокращение производства, сокращение рабочих мест, работающих там и так далее. Значит, у нас самый большой рост на продукты питания был в прошлом году, в начале этого. Это больше всего вырос сахар, 41%. Потом подсолнечное масло. И вы, наверное, знаете, видели, по этому поводу мы объяснялись с правительством. Правительство приняло ряд решений на этот счет по сдерживанию цен на продукты питания. Какие-то меры. Заключили соглашение между производителями и торговыми сетями. Первая мера. Вторая. Выдали субсидии производителям конечной продукции на закупку по высоким ценам сырья. Затем ввели в сфере внешней торговли повышенные таможенные пошлины вывозные. И вопрос идет там о других мерах регулирования. Так что в целом на это, конечно, государство обращает внимание. Может быть, иногда не своевременно. Я об этом как раз говорил на одной из встреч с правительством. Меры, повторяю, еще раз принимаются. Что касается вот, масла, вы сказали, там 500-600. Цены в целом на молоко стабильные, а, как известно, масло делают из молока, поэтому и рост там где-то в последнее время он наблюдался где-то 3,5, от 3,5 до 5%.
обращаю внимание на то, что это меньше уровня инфляции, потому что инфляция у нас подросла почти под 6%, 5,9% сейчас показывает. Вот, так что это меньше уровня инфляции. Тем не менее, конечно, проблемы есть. И вот то, о чем Валентина, по-моему, говорила. Валентина. Да, это так называемый борщевой набор. Вот там морковь, картошка и так далее. Ну, она спрашивает, почему бананы стоят дешевле, чем морковь. Сейчас скажу. И не только морковь, там и картофель. Значит, потому что у нас своей продукции не хватило. Вот в прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. И, надеюсь, нам хватит с лихвой. Вот этот миллион, вот его как раз и не хватило. Поэтому завозят, как правило, не из соседнего региона, как правило, из-за границы. Вот из той же Беларуси или из Турции, где потеплее, оттуда везут. И, конечно, в этом смысле нужно смотреть на вопросы логистики, на сколько это стоит с учетом доставки и так далее. Разумеется, и здесь надо посматривать, но, повторяю еще раз, сейчас вот скоро будет урожай овощей, и надеюсь, что это отразится на ценах. Хотя это один из вопросов при развитии сельского хозяйства. Это овощи и фрукты. Они у нас пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме. Если, скажем, по курице, по куриному мясу или по свинине мы проблемы практически целиком закрыли. Внутреннее потребление даже экспортируем. Экспортируем много. Кстати, в прошлом году сельское хозяйство заработало на экспорте рекордную цифру. 30 миллиардов долларов. Свыше 30 миллиардов. Такого не было никогда. Вот. Кстати говоря, по зерну тоже принято решение, связанное с тем, чтобы сдержать цены на хлебобулочные изделия внутри страны. Это квотирование экспорта и вывозные таможенные пошлины. И вот рост цен на хлебобулочные изделия, скажем, на масло подсолнечное 0,1% всего за последнее время. Рост на сахар тоже где-то 0,1%. То есть, в принципе, меры регулирования применяются, раз, и они дают свой эффект. Но вот, к сожалению, не по всем группам товаров. Ну, я предлагаю к теме сельского хозяйства вернуться чуть позже, потому что сейчас, наконец-таки, мы связались с Омском. Василий Алексеевич Васильков. Давайте выведем этот звонок в эфир. Пожалуйста. Василий Алексеевич. Владимир Алексеевич. Прошу прощения, Владимир Алексеевич, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я отработал более 40 лет, и мне присвоили звание ветеран труда в Омской области. Сейчас немножко пенсию прибавили, ветеран труда убрали. Это льготу убрали. Платили хоть 550 рублей, сейчас я никто. В душу наплевали, и не я один такой. Я прошу прощения, вы прислали вопрос о том, что переболели коронавирусом и нужна реабилитация. Да, и этот был вопрос. Да, пожалуйста, Владимир Алексеевич. Это, значит, что касается ветерана труда. Я знаю, к сожалению, это проблема, с которой нередко люди сталкиваются в регионах. И это региональное решение. Когда присваивались эти звания ветерана труда. И регион же принимает решение о том, чтобы лишить человека этого звания. Считаю, что это абсолютно необоснованно. Если уж это звание было присвоено... Я же один такой. Я знаю. И считаю, что это неправильное решение. Вот мое мнение такое, и надеюсь, что в Омске меня услышат. Потому что у нас вообще есть такое общее правило, кстати говоря, предусмотренное и Конституцией, нельзя людей лишать тех льгот, которые они уже имеют. Надо внимательно посмотреть на эту сторону дела всем нашим руководителям любого уровня. Как и обещала, может быть, вернемся тогда к теме сельского хозяйства. Да, пожалуйста. И посмотрим, какие вопросы приходят от тех, кто, что называется, работает на земле. Вот что выберем. Давайте Уфу посмотрим, что за сообщение.
Погибают все зерновые. В Башкирии сейчас засуха, погибает скот. Ранее всегда было орошение земли, была мелиорация. Очень глобальная проблема. Обратите, пожалуйста, внимание, когда будет мелиорация. Ну, во-первых, должен сказать, что сельскому хозяйству, во-первых, мы гордимся результатами работников сельского хозяйства. Я уже говорил, даже по экспорту у них просто выдающиеся результаты, по-другому и не скажешь. Производительность труда растет, и товарное производство растет существенным образом. Вот по овощам, по фруктам еще надо доработать, но нужна и дополнительная поддержка. А в целом поддержка сельского хозяйства у нас выражается в достаточно серьезной цифре – 350 миллиардов рублей. Есть и другие направления. Ну, например, это 35 миллиардов на развитие, социальное развитие села, и эти средства будут выделяться, и 70 миллиардов на то, чтобы возвращать земли в категорию земель сельхозназначения. Это 70 миллиардов рублей ежегодно на эти цели выделяется. Значит, там же находится и раздел, связанный с мелиорацией. Это 7 с лишним миллиардов рублей в год выделяем и будем выделять дальше на эти цели. Мелиорация очень важна, имея в виду и климатические изменения. Будем наращивать эти усилия по всем тем направлениям, о которых я сейчас только сказал. Владимир Владимирович, в продолжении темы сельского хозяйства процитирую несколько СМС. Владимир Владимирович, говорят, будет налог на скот. Это правда? Спрашивают в Ростовской области. На самом деле даже не все знают, что в принципе может быть, да, такой налог на скот. Мы вот когда готовились... На рогатый скот. Да, на рогатый скот сейчас освободили, да, я так понимаю, сельхозпроизводителей. И еще вдогонку один вопрос. Задает его Мурзабеков Израил Магомедович, живет в Ингушетии, занимается селекционным овцеводством и просит помочь с арендой земли. Вот пишет, хоть самый непригодный. Хоть какой-нибудь. Где он живет? Ингушетия, Назрань. Хорошо. Значит, что касается оказания помощи, я обязательно переговорю с руководителем республики. И там, на Северном Кавказе, земля дорогого стоит. Это действительно ценность. Но поскольку человек занимается конкретным делом и занимается очень важным делом, селекцией, да, чем... Знаете, я овцеводством занимаюсь? Овцеводством, да, селекционным овцеводством. Селекционным. Это очень важно. Это то, на что мы в последнее время обращаем все больше и больше внимания. Это касается и семян, это касается, значит, стада. Вот это чрезвычайно важная работа. Мы делаем только первые шаги по этому направлению. Вот мы по курице там решили проблему, по куриному мясу, но не все знают, что мы яйцо-то завозим в основном. Нет, это серьезное дело. Значит, поэтому для того, чтобы курицу растить, нужно иметь вот это свое первичное яйцо. Поэтому то же касается и крупного рогатого скота, это же касается и овцеводства. Повторяю, мы по этому направлению двигаемся. И, конечно, люди, которые этим занимаются сами, заслуживают особой поддержки. Переговорю обязательно с руководителем республики. Значит, первая часть вашего вопроса была... Первая часть вопроса была про налог на скот. Правда ли, что... Надо налог на голову, значит, ввести для тех, кто распространяет такие слухи. Нет, никакого налога на скот у нас никто вводить не собирается. Потому что люди переживают. Это Ростовская область, село Чалтырь. Ну, я надеюсь, что меня услышат небольшое. не только в Ростовской области, но и в других регионах Российской Федерации. Главное, чтобы Минфин не услышали. Нет. Поверьте мне, ничего подобного никто не планирует. Это просто слухи. Предлагаю продолжить. С темой экономика у нас есть подтема промышленность и производство. И сейчас посмотрим, какие здесь есть сообщения и звонки. Ну что ж, давайте. Вот у нас есть Троицк на связи. Это живой видеозвонок, то есть мы можем дать людям эфир. И Нижний Новгород. Какой выберем? Там все равно. Давайте Троицк. Троицк это где? Троицк. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Это Нижнее Подмосковье. Ага. Здравствуйте. Да. Добрый день, Владимир Светлана. Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте. Такой вопрос. Меня зовут Светлана. Вопрос по поводу стремительного роста цен на строительные материалы. Ну, на примере, да, нашей семьей у нас
в небольшой квартире 33 квадрата. Соответственно, дети растут, площади уже не хватает. В этом году хотели улучшить жилищные условия. Купили участок, стали планировать строительство. Буквально, вот, например, забора, да, например, 3-4 назад забор стоил около 150 тысяч. На сегодняшний день забор из обычного профлиста выходит нам, выливается в 260 тысяч. Но для нашей семьи это достаточно весомая разница. Хотелось бы понимать от лица нашей семьи, от лица тех семей, кто попал в такую же ситуацию, будут ли оставаться такими цены, будут ли они расти, или, может быть, с вашей помощью они станут какими-то более доступными для нас. Спасибо. Ну, смотрите, я надеюсь, что и с моей помощью тоже они станут доступными. А сейчас объясню, что я имею в виду. Ну, во-первых, все это связано, конечно, с инфляцией, с удорожанием всего, да, на потребительском рынке. У нас инфляция поднялась, была где-то в районе 4%, сейчас поднялась до 5,9%, ну, почти 6%. И, конечно, стоит задача ее подавления. Именно поэтому Центральный банк немножко приподнял и ключевую ставку, для того, чтобы не было избыточного предложения денег в экономике. И рассчитываю на то, что эта инфляция вернется в целевые показатели к 4%. В этом году вряд ли мы сможем этого достичь, но думаю, что 5%, уровня 5% мы сможем, до этого уровня сможем добраться. И будем держать в целом вот такую планку, имея в виду тенденцию к снижению. Это первое. Второе, с чем это вызвано? Ну, я думаю, что эти вопросы еще в ходе нашей сегодняшней встречи возникнут. Связано это с изменением конъюнктуры на многие товары на мировых рынках, в частности, на металлы. Вот на мировых рынках резко поднялась цена на металл. Ну, кстати говоря, это продовольствие тоже касается. На сахар на мировых рынках поднялись цены, и наши производители потащили за границу. У нас дефицит возник, и цены пошли наверх. То же самое и с металлом. Выросли цены на мировом рынке на металл. Значит, здесь стараются поднять до мирового уровня. Вот, соответственно, и все, что с этим связано, сразу начинает дорожать. Вот сейчас соответствующие решения принимаются по сдерживанию цен на эти основные товары, связанные со стройкой. Надеюсь, что и на вас тоже это отразится. Но мы знаем об этом и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы ситуация была стабильной. Кстати говоря, ну, может быть, надо подумать. Вы, кстати, продаете свою квартиру, да, или вы оставляете ее? Мы хотели бы оставить, конечно. Вот для тех, кто продает квартиру, вот это, наверное, люди заметили, но тем не менее хочу повторить еще раз. Вот совсем недавно у нас есть «Единая Россия», я говорил об этом. Если человек в течение 5 лет продает квартиру, а потом покупает другую, люди платили НДФЛ, налог на доход физических лиц. Но все-таки с учетом роста стоимости жилья люди теряли достаточно приличные деньги. Можно было бы хотя бы делать первичный взнос. Если в течение года человек покупает новое жилье, то тогда я предложил не взимать людей, продающих квартиру, этот налог. Ну, вот уже вас меньше касается, а всех остальных, кто собирается улучшить свои жилищные условия за счет продажи и купли нового жилья, это касается напрямую. Надеюсь, так оно и будет. Но и будем стремиться к тому, чтобы стабилизировать и на строительном рынке. Там есть еще ряд... Да, есть еще ряд мер, но мы об этом еще поговорим. Связано это с инфраструктурными кредитами, с кредитами на ЖКХ и так далее. Но все это вместе, на мой взгляд, должно повлиять на стабилизацию ситуации на строительном рынке. А я вам хочу пожелать успеха. Надеюсь, вы сможете реализовать свои планы. И хочу пожелать вашей семье вам всего самого доброго. Была рада вас. Спасибо, Светлана. Взаимно. Владимир Владимирович, очевидно, нас смотрят не только телезрители, но и ваши коллеги в правительстве. И 100%. вот буквально только что пришло сообщение, Татьяна Голикова заявила, что даже не, вот вы обратили внимание, 10% людей болеют после прививки, ну есть такая вероятность, Да. 2,5%.
Кому верить? Спасибо Татьяне Алексеевне в данном случае, конечно, потому что она все-таки занимается этим ежедневно, профессионально. Она была министром здравоохранения, она знает, о чем говорит. Предлагаю зачитать вопрос, который мы получили через СМС. Почему не заставить всех губернаторов проводить прямые линии, как у вас, ежегодно или раз в квартал? Это сняло бы ряд вопросов к президенту. Ну, кстати, главы некоторых регионов уже устраивают такое общение, правда, в основном через социальные сети. Такой опыт был в Москве, Татарстане, в Петербурге и не только. Ну, я думаю, что это никому не помешает, потому что вот такое прямое общение, оно важно не только потому, что люди имеют возможность первому лицу государства либо региона задать вопросы, но еще важнее то, что происходит, я об этом много раз говорил, происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан. И это чрезвычайно важно для того, чтобы скорректировать свои практические действия в важнейших сферах, в социальной политике, в здравоохранении, в том же самом жилищном строительстве и так далее. Я поэтому рекомендовал бы руководителям регионов, моим коллегам, прислушаться к мнению граждан. Потому что даже некоторые простые вопросы не решаются без президента и губернатора. Ну, бывают такие случаи. Такое бывает, наверное. Надо стремиться к тому, чтобы все работало, надо сказать, в автоматическом режиме, но до этого у нас еще далеко. В любом случае, такая обратная связь всегда очень полезна. Владимир Владимирович, вот если говорить как раз об обратной связи, если бы ваши коллеги, возможно, больше общались с людьми, они бы слышали вопросы, в том числе от представителей малого и среднего бизнеса. Понятно, что год для всех тяжелый, эта отрасль очень сильно пострадала, но в то же время получила поддержку. Так вот, буквально несколько дней назад вы дали поручение правительству освободить от НДС предпринимателей малых в сфере общепита. Да, но при некоторых условиях. Чтобы через чек все было, чтобы все было прозрачно, не только чтобы их услуги прошли через чек, но и закупаемые ими товары, которые они используют в своей работе, тоже проходили бы через чек и были бы прозрачны. Давайте посмотрим обращение по этой теме от предпринимателей. Давайте дадим слово Сургуту. Сургут у нас тоже на прямой связи. Пожалуйста. Пожалуйста, вы в эфире. Максим Евгеньевич, вы нас слышите? Да. Слушаем вас. Здравствуйте, да, я вас слышу. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Максим. Хотел бы озвучить вот какой вопрос. Как представитель предпринимателей обращался неоднократно за финансовой поддержкой, за получением кредитования на развитие бизнеса. Но те условия, которые предлагают кредитные организации, эти условия не позволяют эффективно развиваться. Это высокие процентные ставки от 18 и выше. Это сроки кредитования до 3 лет, то есть очень короткие. Также требуют залог. Такие условия, они не позволяют получить эффективную финансовую поддержку и направить денежные средства на развитие и, как результат, на развитие предпринимателей, которые могут стать локомотивом нашей экономики. Соответственно, вопрос, рассматривается ли правительством эффективная поддержка предпринимателей вот в этих вопросах. Увеличение сроков кредитования, снижение процентной ставки и отсутствие залогов. Это я говорю про оборотное кредитование, суммы небольшие, 5-10 миллионов. То, что необходимо микробизнесу. Вот в этом заключается вопрос. Максим Евгеньевич, вопрос не праздный, я вас прекрасно понимаю. Значит, малый и средний бизнес, малые предприятия, микропредприятия и соответствующим образом обеспечение их работы финансами – чрезвычайно важная вещь. И, конечно, в условиях пандемии малый и средний бизнес пострадал больше всех. Это мы тоже отдаем себе в этом отчет. Но обращаю ваше внимание на то, что мы предприняли, правительство предприняло целый набор мер для того, чтобы поддержать малых и средних предпринимателей. Там и, значит, и кредиты под нулевую ставку, и под 2% с погашением потом этих кредитов, если сохраняется численный состав работающих. Целый набор мер, которые мы... значит, пролонгация кредитов, снижение налоговых ставок, в том числе по социальным взносам в 2 раза. Это серьезный набор мер, большой, очень серьезный набор мер. То, о чем вы говорите,
тоже важно. Я вас, Максим Евгеньевич, понимаю прекрасно. Но для того, чтобы организовать вот такую работу, скажем, беззалоговую, да, это такая тонкая вещь. Ведь прийти за деньгами – дело несложное. А вот как их отдавать? И это может подорвать нашу банковскую финансовую систему. Хотя, конечно, у них прибыль большая, финансовая система у нас, слава богу, устойчивая, и это очень хорошо. Но принимать решения, которые бы по сути раскачали эту финансовую платформу, тоже, видимо, вещь такая опасная. Вот сегодня, вы сказали, 18% у вас, да, вам предлагают? Ну, многовато. Да. Я согласен с вами, это много, потому что средняя ставка у нас 12% сегодня по малым предприятиям и по микрокредитованию. Значит, есть и льготные формы. Я не знаю, вот вам кто-то предлагал это или нет. Смотрите, у нас есть льготное кредитование, оно в чем заключается? Значит, ключевая ставка ЦБ, она у нас сегодня сколько? 5,5%, по-моему, да? Значит, плюс 2,75% к этой ключевой ставке. Вот если сложить 5,5 и 2,75, получится сколько у нас? 8,25, по-моему. Но это гораздо лучше, чем 18 или даже 12%. В прошлом году мы для того, чтобы обеспечить такую работу вот в таком ключе, направили из бюджетных источников, а люди получили 1 триллион рублей. Это, казалось бы, большие деньги, но совершенно недостаточные, имея в виду потребности в этом секторе экономики. Максим Евгеньевич, мы, конечно, будем и дальше развивать эту систему. Это вопрос бюджетных возможностей или бюджетных ограничений, с другой стороны. Но 18 это многовато. Если вы оставите свои координаты, свои данные. У нас есть все эти данные. Да, данные. у вас, если у коллег есть ваши данные, посмотрим, с какими банками вы общались и какими инструментами вы, на мой взгляд, могли бы воспользоваться, а банки вам должны были бы в этом помочь. Я предлагаю перейти к другой теме. Счастливо. Оборона и безопасность. Хорошо. Наверное, какой-то горячий вопрос, потому что в этом разделе других и не может быть. Давайте посмотрим. Вот, например, обращение из Красноярска. Смотрим, да? Да, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Меня зовут Шенгелева Любовь Павловна, я из города Красноярска, пенсионерка. У меня такой вопрос, я думаю, он актуален для многих. До каких пор телефонные мошенники, пользуясь своей безнаказанностью и доверчивостью граждан, будут отнимать у них последние деньги? Представляете, сотрудниками банка или каких-то других организаций они отнимают средства у самых незащищенных слоев населения, это пенсионеры и старики. Доходит до того, что при их разоблачении они присылают сообщения с угрозами. До каких пор это будет продолжаться? Я думаю, существуют какие-то технические средства, с помощью которых можно отследить и наказать их. Защитите нас от этого. Спасибо за внимание. Во многих регионах такая проблема возникает. Вот, например, другой пример. На Параде Победы рядом с вами сидел ветеран Василий Пронин. Вы еще с ним пообщались немного, поправили ему куртку. Через несколько дней у него украли 400 тысяч рублей мошенники. Так что во многих регионах эта проблема есть. 96 лет Василию Пронину. Ну, просто, знаете, даже не хочу комментировать. Это просто подонки. Те люди, которые совершают такие преступления в отношении еще пожилых людей, ветеранов войны, просто подонки. И, конечно, с этим нужно бороться. К сожалению, рост преступлений подобного рода значительный. Если у нас по борьбе с тяжелыми такими, значит, общественно опасными деяниями преступными, в целом ситуация складывается удовлетворительно, даже наблюдаются некоторые сокращения, то по преступлениям в этой сфере, к сожалению, рост значительный, 25%. С чем это связано? На мой взгляд, первое, что создает неблагоприятный фон и способствует
росту преступлений подобного рода – это незаконный оборот личных данных, персональных данных. Вот в этом направлении государство, конечно, и правоохранительные органы должны самым серьезным образом поработать. Вот, опираясь вот на незаконно полученные личные данные, на большие массивы этих личных данных, преступники и действуют. Значит, здесь есть несколько вопросов, которые требуют особого внимания. Ну, это, во-первых, это в значительной степени компетенция Центрального банка. Они должны активнее бороться с так называемыми фишинговыми сайтами. Вот, я так понимаю, что фишинговые сайты эти, это как раз от слова, значит, рыба, наверное. Ну, это сайт, который имитирует которые правильные... ищут свои жертвы там, да, в сети. И раньше для того, чтобы обнаружить такие сайты и закрыть их, у ЦБ уходило несколько недель, а то и месяцев. Теперь они делают это в течение 3 дней. Но и этого недостаточно. Надо работать еще активнее. Первое. Второе. Коммерческие банки и те, на счета которых приходят деньги, и те, с которых снимаются деньги, должны самым внимательным образом контролировать эти процессы, чтобы сузить до нуля возможности мошенников. Так, есть... Да, но мы должны учитывать, вот сейчас вот Любовь Павловна, да, об этом сказала, мошенники работают и в системе социального инжиниринга, то есть вот там, где функционируют социальные службы, они от их имени действуют часто. И это граждане просто должны иметь в виду и относиться к этому самым внимательным образом. Есть и вопросы, связанные которые лежат на стыке компетенции правоохранительных органов и Центрального банка. В чем они заключаются? В чем там противоречие? С одной стороны, Центральный банк и финансовые учреждения должны обеспечить тайну банковских вкладов. А с другой стороны, правоохранительные органы должны иметь возможность на ранних стадиях криминальных проявлений вмешиваться в этот процесс и предотвращать их. Но сегодня, в соответствии с законом, который обеспечивает тайну банковских вкладов, банковскую финансовую тайну, получить нужную информацию из банков правоохранительные органы имеют право только в том случае, если возбуждено уголовное дело, либо по решению суда. На мой взгляд, тем не менее, решение есть. Какое решение? ЦБ имеет право, в случае, если он видит какие-то сомнительные операции, инициативно обращаться в правоохранительные органы. Но если ЦБ имеет такое право, то оперативные службы МВД, других органов правопорядка или специальные службы могут обратиться в Центральный банк. Центральный банк имеет возможность проверить. Если считает, что эти операции действительно являются сомнительными, предоставляет информацию. И наладить этот процесс с помощью современных средств связи достаточно легко и быстро можно сделать. Поэтому вот по этому пути, мне кажется, на первых порах и нужно пойти. И, конечно, нужно совершенствовать практику этой работы и нормативную базу. Владимир Владимирович, вопрос из другой оперы, хотя скорее из разряда каких-то боевиков. Пожалуйста. Связан с британским эсминцем в Крыму. Да. Не кажется ли вам, что мир в этот момент стоял на пороге, ни много ни мало, Третьей мировой? Нет, мне так не кажется. Это вопрос или это вы? Про такие вопросы на эту тему нам поступали. Да. Мне так не кажется. Сейчас объясню, что там мне кажется, а что не кажется. Значит, во-первых, это, конечно, провокация. Совершенно очевидно. Это провокация. Это чего хотели показать и каких целей пытались достичь эти провокаторы. Во-первых, она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами. Потому что британец зашел в наши терроводы там днем, а еще рано утром, в 7:30, с одного из военных аэродромов натовских в Греции, на Скрита, по-моему, залетел американский разведывательный стратегический самолет. Мне докладывали об этом, конечно, я об этом хорошо знаю.
если Бог даст памяти, бортовой номер 63/9792. Мы хорошо его видели, наблюдали. Было очевидно, что эсминец зашел и, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших вооруженных сил по пресечению подобных провокаций. Смотрели, что где у нас включается, как работает, где чего находится. Мы это и видели, и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным. Может, я проговорился, меня военные извинят. Вот, это первое. Второе, это политическая составляющая. Вот только что состоялась несколько дней до этого встреча в Женеве. Спрашиваете, а зачем нужно было совершать такую провокацию? Ради чего это все делается? Ради того, чтобы подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации? Они там чего-то не признают? Ну хорошо, не признавайте дальше. Зачем провокации подобного рода осуществлять? Поэтому... Может быть, в НАТО нас так дразнят? Ведь учения «Сибриз» также сейчас проходят. Вчера голландский фрегат был. Да, вы понимаете, в чем дело? Значит, даже если бы, вот вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны, да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир стал бы на грани Третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Это очень важная вещь. Значит, не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событий, о котором вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее. Это же не мы пришли к ним за 1000 километров, прилетели или пришли по воде. Это они подошли к нашим границам и нарушили наше территориальное море. А это существенный элемент во всей этой конструкции. Вот. Но меня не это даже беспокоит. И не то, что кто-то не уважает выбор крымчан о присоединении к России. Меня беспокоит другое. Вот смотрите. Подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинских границ. Ну, я дал указание Министерству обороны потихонечку заканчивать и войска вывести, если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать позитивно на это и сказать, ну ладно, хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование. Вместо этого они что сделали? Они приперлись к нашим границам. Владимир Владимирович, во время послания Федеральному собранию вы как-то сказали, что есть это как спорт уже такой, да, зацепить Россию. То есть они тоже, получается, попытались нас зацепить. Нет, не зацепить. Повторяю, меня не это беспокоит. Меня беспокоит другое, более фундаментальная вещь, а именно начало военного освоения украинской территории. По Конституции Украины там не может быть военных баз иностранных. Но можно создать учебные центры, можно создать какие-то другие, пользоваться другими формами. Вот освоение, военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реально уже жизненных интересов Российской Федерации и народа России. И, конечно, вот это вызывает беспокойство, и вот об этом мы должны думать. Предлагаю перейти к другому блоку вопросов. Социальная политика, он во многом завязан на экономику, но стоит несколько особняком, и посмотреть, какие вопросы мы получили от семей с детьми. Вот я вижу, что из Астрахани у нас есть видеообращение, и также есть сообщение, смс-сообщение. Давайте видео посмотрим. Да мне все равно, пожалуйста. Здравствуйте, Оксана Александровна, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Обращаюсь от лица всех мамочек Астраханской области. Мы хотим задать вопрос о новых требованиях к выплате с 3 до 7. Вот по новым требованиям учитывается доход за 12 месяцев 2020 года. Но все мы знаем, что этот год был очень тяжелый для всех нас. И многие лишились работы.
доходов. Наш регион не стал исключением, и по сей день проблема остро стоит с работой в нашем регионе. Но я думаю, везде так. Вот вопрос такой. В нашем регионе требует доход за 2020 год 12 из 12 месяцев. Хотя по постановлению Российской Федерации, о выплатах такого требования нет, чтобы именно 12 месяцев за каждый месяц. В других регионах достаточно 1 месяца официального дохода для назначения выплаты для деток. Почему только наш регион трактует это постановление по-своему и отказывает выплатам матерям-одиночкам, многодетным, считает за один доход квартиры, квартиру и дом считает за единое имущество, не вычитают из доходов алименты, которые платятся на другую семью. На все наши обращения в Министерство Астраханской области, они ссылаются именно на постановление Российской Федерации, а не на региональные. За помощью мы обращались и к министрам в другие регионы, к самой Баталиной мы писали, где ответ один, что нужно хотя бы 1 месяц доходов. И Баталина нам так ответила, и другие министры, Оськина в том числе. Но наше министерство все равно стоит на своем, что 12 из 12. Вот помогите, пожалуйста, навести порядок в нашем министерстве. И почему игнорируют это постановление? Тут речь идет о правиле нулевого дохода, исходя из которого, если люди работают, если люди официально не работают, они не могут получать выплаты. Оксана Александровна, можете еще раз сформулировать? Вам отказывают в выплате этих пособий в связи с чем? В связи с тем, что нет именно 12 месяцев доходов. Ни 1 месяц дохода не проходит, ни 5 месяцев дохода не подходит, а именно 12 требует месяцев. Ну, в соответствии с постановлением, там доход смотрится по году. У вас годовой доход. По году. И в одном месяце он превышен. Доход. В других регионах достаточно 1 месяца. Давайте, Оксана Александровна, значит, смотрите, если у вас в каком-то месяце превышен этот доход, это не значит, что вам должны отказывать в соответствующих выплатах. Ну, этот отказ является незаконным тогда. Но давайте мы посмотрим поконкретнее. Ваши данные есть у коллег, да? Да, конечно. Да, я обязательно дам поручение. Конечно, Владимир Владимирович, можно еще прям 1 секундочку вашего времени? Конечно, слушаю вас. Да это все касается этого вопроса, потому что как у тех льгот и деток, у кого закончилось назначенное в прошлом году, из-за того, что у них нет дохода, даже 1 месяца не хватает. Они как бы лишились продолжения этой льготы. Что значит дохода? Они просто попросту лишились. Это нулевой доход. Нет Если дохода, человек значит, не получает не официальный доход, он не имеет права получать, потому что некоторые просто на эти выплаты так и существуют. И у них нет стимула искать работу. То есть, если человек не работает, то ему отказывают в выплатах, так? Я понял вас, да? Именно так. Нет, человек работал 11 месяцев. Да. А 1 месяца не хватает ему. И ему уже на этом основании отказывают. Все понятно. То есть он работал 11 месяцев. 12 из 12 месяцев. 1 месяц не работал, и ему отказывают в выплате, да? Ну, знаете, давайте мы с этим поразбираемся. Я и правительству поручу обязательно проанализировать и дать соответствующие ответы. Но самый простой способ – это когда человек потерял работу, сразу зарегистрироваться в службе занятости. Вот самый простой. С этого момента, значит, никто не имеет права отказать никому в выплате соответствующих пособий. Вот в эту же секунду надо встать на... У нас и биржу откидывают. У нас и биржу тоже откидывают. И поэтому мы вообще не знаем, где концов найти. Там у нас полный какой-то, я не знаю, хаос. Да, Оксана Александровна, вот я вам говорю, что если человек зарегистрировался на бирже труда, в соответствующей службе, ему не имеют права отказать. Это незаконно. Но в вашем конкретном случае, тем не менее, мы поразбираемся отдельно. Я правительству такое поручение обязательно дам. Но если, повторяю в 3-й раз, если человек потерял работу, зарегистрировался на службе занятости, значит, ему не имеют права отказывать в соответствующих выплатах. Вот я надеюсь, мои коллеги в вашем регионе, в Астрахани, это услышат и соответствующим образом отреагируют. Но несмотря на то, что они меня услышат и отреагируют, все равно дам поручение правительству разобраться с этой конкретной ситуацией. Хорошо?
Будем надеяться, что справедливость. Хорошо, спасибо. Спасибо вам большое, Да, Анна Александровна. Спасибо вам, что вы подняли этот вопрос, потому что, как вы сказали, он касается очень многих людей. И, надеюсь, мы здесь внесем соответствующие коррективы, которые обеспечат права граждан. У нас из Астраханской области были подобные запросы. Ну вот замечательно, хорошо, вот с этим мы разбираемся. Владимир Спасибо. Оксана Продолжая тему социальной поддержки, действительно, семьи с детьми огромную поддержку получают в сложный пандемийный год. Вот буквально с завтрашнего дня некоторые выплаты уже можно подать на них заявку. Так, например, беременные женщины, да, которые оказались в сложной жизненной ситуации, родители, которые в одиночку воспитывают детей. И огромное подспорье для родителей, чьи дети пойдут в школу. 10 тысяч с августа уже тоже начнутся эти выплаты. Понятно, что планы амбициозные. Сама система выдержит еще такую дополнительную нагрузку? И будет ли в срок, получится ли в срок все выплатить? Получится. Значит, вот в первый год по первым 2 категориям, по беременным женщинам, которые встали в ранние сроки беременности на учет, значит, и вот на вторую категорию предусмотрено 46 миллиардов рублей. Они зарезервированы, 46 с небольшим. В следующем году там будет чуть больше. И здесь мы не видим никаких проблем. Вчера только еще раз говорил с министром финансов, все деньги зарезервированы. Вопрос оставался нерешенным по детям, которые идут в школу. Потому что в соответствии с законом дети могут идти не с 7 лет, а с 6. Вот. Но кто-то пойдет в школу с 6 лет в какой-то семье, а в какой-то семье ребенок не пойдет с 6 лет. Значит, естественно, в правительстве возник вопрос, ну а как вот люди деньги получат, а ребенок в школу не пойдет с 6 лет. Но я считаю, что, и уверен, меня в правительстве услышат, что нужно платить всем, в том числе и семьям, где 6-летние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут. Но просто обращаю внимание родителей, что это же разовая выплата, и поэтому те деньги, которые будут получены в этом году, даже если ребенок не пойдет в школу, все-таки нужно использовать на то, чтобы подготовить его к школе в следующем году и какие-то вещи уже заранее приобрести. Я предлагаю продолжить наш прямоэфирный марафон и переместиться в Центр приема и обработки сообщений. Слово Наталье Юрьевой. Спасибо. У нас есть обращение, которое мы просто не можем проигнорировать. Это даже скорее крик души. Ну, на самом деле, сердце сжималось, когда читали. Попрошу редакторов вывести на экран обращение Светланы Чемизовой из Ярославля. Она пишет: «Здравствуйте, Владимир Владимирович. Живу с 9-летним сыном. Работаю уборщицей. И зарплата маленькая – 12 700 рублей. И еще на работе из нее вычитают кредит. Остается 1500. Нет денег платить за квартиру и покупать школьные тетради. Жить не на что. Я очень хочу, чтобы вы помогли бедным людям и решили вопрос с кредитами, которые берут от безысходности». Ну, понятно, что ситуация непростая. Вот у меня есть конкретный ответ, я сейчас скажу об этом. В целом, как вы видите, мы целый набор мер осуществляем для поддержки людей, которые в непростой жизненной ситуации оказываются, тем более с детьми. И на поддержку семей с детьми, я сейчас даже не буду все перечислять, но этот набор достаточно большой. Но дело даже не в этом наборе мер, а дело в том, что мы хотим, чтобы от рождения ребенка и практически до школы и до окончания школы всегда тем, кто оказывается в сложной жизненной ситуации, государство в той или иной форме подставляло плечо. И вот сейчас мы только говорили об одной из этих мер, там и женщинам, которые в трудном положении оказались, встали в ранние периоды беременности на учет, оказывается поддержка и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до школы. Вот, значит, в неполных семьях тоже. И надеюсь, это удастся и вам воспользоваться рядом этих инструментов. Вот что касается кредитов, здесь есть конкретная вещь. Это решение состоялось буквально вчера по инициативе «Единой России», некоторых депутатов. Был принят закон, и вчера я его подписал, согласно которому не может ниже определенного предела, ниже ПМа,
если человек остается с суммой ниже предела, ниже этого предела ПМ, не могут с него сниматься деньги, в том числе и по кредиту. И я думаю, что вот это элемент защиты, которым воспользуются и люди, находящиеся в вашем положении. Но очень рассчитываю на то, что это не все, что сработает на то, чтобы вас поддержать. Повторяю еще раз, набор поддержки семей с детьми у нас достаточно большой. Владимир Владимирович, давайте перенесемся. Нет, это очень важная вещь, вот то, что я сейчас сказал. То есть, несмотря на кредиты, банк с этого момента не имеет права снимать деньги в счет этих кредитов, если у человека остается сумма на жизнь меньше прожиточного минимума. Такие обращения, кстати, тоже были именно про микрокредиты. Да. Итак, предлагаю выбрать раздел «Разное личное», наверное, самый непредсказуемый и, возможно, один из самых интересных. Да. У нас есть аудиозвонок. Пожалуйста. Давайте выберем... вот же он, Стародуб. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Я Исмаилов Александр Анварович с Брянской области, города Стародуб. Хотел бы спросить, какие ваши мечты уже не могут быть исполнены? Спасибо за внимание. Александр Иванович, мне кажется, что каждый человек, вот каждый буквально, и я, и вы, вот эти прекрасные дамы, которые молодые, которые рядом сидят, все, кто нас слушают, все мы должны думать о лучшем, надеяться на лучшее. И это не может не быть связано с мечтой. И надеюсь, и у вас тоже она есть, и у меня. И не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать и надеяться на лучшее. Надо, мне кажется, настраивать себя на позитивный лад. То есть какая бы ни была мечта, все равно можно. Да. Главное не разучиться мечтать. Да. Знаете, есть ведь такое поверье, да, если... Чего ты очень захочешь, да, обязательно сбудется. Обязательно сбудется, первое, и надо думать о хорошем, и тогда это хорошее материализуется. Будем надеяться, что все будет хорошо, и ковид уйдет, наконец, из нашей жизни, потому что уж очень так сам по себе не уйдет, прививаться надо. Обязательно прислушаемся к вашей рекомендации. А вам нужно, ревакцинироваться. Спутником, как мы уже поняли. Только теперь выбор... Совсем не обязательно. Если президент выбрал спутник, как мы можем что-то другое выбирать? Вы же здоровы. Ну и что, там, знаете, есть, вот я повторяю, пивак Корона, да, Вектора, да, она зато не вызывает даже температуры. Абсолютно безвредно. Но у нас все абсолютно безвредно. Никаких реакций, да? Нет, реакций нет никаких. Человек даже не замечает, что прививку сделал. Это тоже важно для некоторых людей, понимаете? У нас есть еще раздел «Инфраструктура и ЖКХ». Очень много, конечно, проблемных запросов, особенно по теме, например, газификации. Это всегда актуальной темой была для регионов. После объявления о вашей инициативе о снижении стоимости подключения к трубе вопросов меньше не стало, а может быть даже извините, их и больше. Не снижение стоимости, а бесплатная миля газопровода. Да. Давайте посмотрим, какие у нас есть запросы по этой теме. Вот, например, не знаю, есть Крым, есть Карачаево-Черкесия, разные регионы. Так, что-то компьютер меня не слушается. Посмотрим, кто победит у нас. Я или техника все-таки. Ну, не знаю, можем выбрать. Сообщений очень много в самом разном виде. Газификация так или иначе. Нажмите кнопочку до газификации, и все. Вот давайте посмотрим. Уважаемый Владимир Владимирович, в прошлом году к вам обращались по поводу подключения к газу, но ответа так и не получили письменно. Министерство энергетики области обещали ответить, но не ответили. Дрова очень дорогие, баллоны с газом запретили. Ответьте, как жить, что делать. Мне уже 70 лет, мне уже 74, хотя рядом с нами дачи мэров, там газофицировано все. И как нам дальше быть-то? Да. Светлана, а как вас по батюшке, извините? Это записное сообщение было.
Светлана Култыгина была. Светлана, да? Значит, Свердловская область, я так понимаю. Но если на даче мэра есть газ, то значит труба рядом есть. Правильно? А газовая труба где-то рядом. И в соответствии с принятым решением и к вашему участку должна быть подведена, причем бесплатно, должна быть подведена газовая труба. Что касается дальнейших действий, то здесь это отдельная тема, связанная с тем, что нужно обустраивать это газовое хозяйство внутри вашего участка. Ну, давайте мы посмотрим потом повнимательно. Да. Есть там данные, да? Да, конечно, у нас есть все данные. Да. Я предлагаю переместиться в Карачаево-Черкесию. Секундочку. Вы их, пожалуйста, там оставьте тогда, эти данные, чтобы они у меня были. Все данные у нас есть. Это была Свердловская область. Да, мы сделаем таким образом, чтобы, безусловно, было обеспечено то, что было обещано, а именно, чтобы труба подошла к участку бесплатно, а что касается внутри участка, это мы займемся отдельно. Ну что, Карачаево-Черкесия? Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, вы в эфире, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, Роза Вячеславовна. Я обращаюсь к вам с просьбой от имени жителей северной части города Усть-Джигуты Карачаево-Черкесской республики. Прошу вас помочь нам с проблемой газификации. Газопровод находится буквально в 200 метров от нас. Но по нашим подсчетам выходит около 200 тысяч рублей на семью. Здесь в основном многодетные молодые семьи. И для обычной семьи это очень большие деньги. Прошу вас помочь, посодействовать нам. На наши просьбы местные власти, к сожалению, говорят, что нет средств. Мы не живем в горном ауле. Газопровод буквально рядом. Проконтролируйте, да. пожалуйста. Это у нас прямая связь? Да, это прямая связь. Роза Биаслановна, скажите, пожалуйста, вот эти 200 тысяч, о которых вам говорят, это деньги, которые с вас хотят получить за подвод трубы к вашему участку? Нет, это все наши расходы. Это часть, видимо, которая осталась все на наши участке. расходы. Все-таки нам нужно с вами понять, это какие расходы? Для того, чтобы довести трубу и обустроить участок, ваше домовладение, или какие? Это, наверное, врезка и Тихо, подожди, сейчас мы разберемся. Разрешение первое – это разрешение, за это тоже требуют деньги. Второе – провести саму трубу по расстоянию. То есть врезка. По этому расстоянию. Там же около 200. До вашего домовладения, да? Провести трубу до вашего домовладения. Да, но не только до моего. Есть же люди, которые и дальше живут. Этот район газифицирован частично. Да. И там практически у многих нет газа. Да. Вот смотрите, Роза Биаславовна, смотрите. Значит, мы поразбираемся. Я, там с руководителем республики поговорю на этот счет. Но чтобы вы знали, и все остальные граждане знали, вот от магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена до вашего и до других домовладений бесплатно. Или за счет... должны сделать. Или за счет «Газпрома», или за счет тех организаций, которые руководят этим хозяйством в республике. Значит, до домовладения, до забора, что называется, бесплатно. Внутри домовладения за деньги собственника. Но и здесь есть некоторые идеи. Я вот буквально на днях только разговаривал с членами правительства на этот счет, с тем, чтобы сделали единый договор, с тем, чтобы все, что связано с обустройством участка, делали по единому плану и делали в рамках централизованных, а значит, по пониженным ценам закупок. Значит, все, что связано с подведением трубы до забора, до вашего домовладения, должно быть сделано бесплатно. Ни за какие там, ни 200, ни 300, ни за 100 тысяч рублей. Там в некоторых местах, может быть, и миллион это будет стоить.
Но это не должно вас касаться. Значит, уверяю вас, с руководителем республики на этот счет обязательно переговорим. Спасибо вам большое, Владимир. Не, секундочку. Вы ответом удовлетворены, Роза Вясловна? Да, но у нас район этот абсолютно новый, как бы, Ну и и там что? очень много чего нужно делать. Ну, это понятно, но это другой вопрос. Да, а по газу, да, конечно, если это будет так, то мы благодарны вам. Хорошо, договорились. Это будет чудо. Я проконтролирую это. Договорились. Спасибо. Ну, такие бытовые вопросы все-таки. Нормально, нормально. А как же, этими вопросами люди живут. Если позволите, я поясню, в чем дело. После того, как заработал закон о бесплатной миле, стоимость врезки и проекта выросла в 2-3 раза в некоторых регионах. Вот мы получали подобные сообщения, например, из Крыма. Это вопрос не только в том, что заработал закон об этой бесплатной миле. Хотя там может быть и не мили, там может быть 5 метров, а может быть километр и больше. Значит, вопрос в том, что в связи с ростом цен на некоторые виды продукции, в том числе на те же самые металлы, просто идет удорожание. Вот первое. Второе, обращаются к разным компаниям, которые действительно начинают накручивать эту стоимость этих работ. Именно поэтому я и сказал, что сейчас в правительстве рассматривается возможность делать это в рамках одного контракта, одного договора и минимизировать затраты. Ну, если выросла стоимость проекта, бумага, что ли, для него подорожала? Да, это тот вопрос, на который следует обратить особое внимание. Полностью согласен с теми, кто об этом говорит. И повторяю еще раз, и именно поэтому правительство сейчас разрабатывает как бы типовой договор, чтобы не было необоснованного завышения цен. Ну вот закон о бесплатной миле газопровода не коснулся садовых некоммерческих товариществ. А таких домов очень много в Московской области. Мы получили много обращений. Приведу примеры. Реутов труба последней мили примерно 150 метров стоит 90 тысяч рублей. Далее, Волгоград, частный газопровод от моего дома в 15 метрах. Собственник требует 300 тысяч рублей за газификацию. Помогите с этим разобраться. Значит, что касается садоводческих товарищей, то да, действительно, речь в данном случае пока идет только о местах постоянного проживания граждан, о населенных пунктах. И их много-много тысяч в Российской Федерации. Поэтому на первом этапе принято решение на первом этапе обеспечить вот этой бесплатной милей только те населенные пункты, в которых люди живут постоянно. Но в Московской области многие как раз живут на территории этих СНТ. Ну да, многие живут, но вопросы, связанные с местами постоянного проживания официально в течение длительного времени, и населенных пунктов, вот об этом идет речь. Сегодня на этом этапе об этом. Значит, есть разные садоводческие товарищества, есть те, которые совсем стоят отдельно, и проблема заключается в том, что у них, скажем, собственность земли является коллективной. И здесь возникают юридические вопросы. Есть такие товарищества, которые находятся внутри населенных пунктов, и тогда это означает, что условно говоря, до забора этого садоводческого товарищества внутри населенного пункта труба должна быть подведена бесплатно. А там дальше это все рассматривается как единое хозяйство, потому что это коллективная собственность, земля. Значит, и вот те тысячи и тысячи населенных пунктов – это первый этап совместной работы по обеспечению этой бесплатной мили. А садоводческие товарищества тоже должны обеспечиваться газом в течение до 2024-2025 годов. И это касается в рамках программы газификации страны. Это касается 77 субъектов Российской Федерации. Почему не всех субъектов? Потому что в некоторых нет просто централизованного газоснабжения. Вот. А там, где оно есть, 77 субъектов, там действует и будет проводиться работа в рамках программы газификации Российской Федерации. Но посмотрим, как мы пройдем вот этот. Видите, даже здесь возникает масса вопросов по обеспечению вот этой последней мили до домохозяйств. С этим надо разобраться. Это хотя бы как пилотный проект реализовать. Повторяю, там десятки тысяч таких домохозяйств.
Мы посмотрим, если эта работа пойдет и пойдет должным образом, а может быть, сделаем какие-то дополнительные шаги и по другим направлениям. Владимир Владимирович, нам пишут абсолютно люди любых возрастов со всей страны. Но, конечно, надо отметить, что от молодежи очень много вопросов ожидаемо связано с интернетом. Есть у нас такая подтема, как связь и интернет, и подтема регулирования интернета. Давайте дадим слово Москве. Это прямой видеозвонок. Давайте послушаем. Пожалуйста. Вы в прямом эфире. Владимир Владимирович, здравствуйте. Добрый день, Никита. Я блогер, зовут Никита Левинский. У меня более 1 миллиона подписчиков в Инстаграм. И мои коллеги по цеху в 2018 году и после этого уже уточняли у вас этот вопрос. Но тема настолько актуальна и животрепещущая среди аудитории, среди коллег по цеху, что я не могу пройти мимо. И если есть такая возможность, я воспользуюсь ей. Стоит ли нам ожидать блокировку зарубежных социальных сетей, сайтов, видеохостингов, таких как TikTok, Telegram, Twitter, YouTube и другие? Нет, у нас нет таких планов. Мы никого не собираемся блокировать, собираемся работать с ними. Но есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы. Вы же, Никита, российский гражданин, да, и чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства у нас с вами должно быть, и у ваших коллег тоже. И когда нам говорят, ну, знаете, мы там у вас будем работать, а вы в случае чего, если чего не нравится, мы вам бусы дадим. И радуйтесь тому, что мы вам дали то, что хорошо блестит. Значит, ну, это же унижает наше с вами достоинство. Если они работают в нашей стране, деньги приличные зарабатывают, они должны подчиняться нашим законам. Ничего особенного мы от них не требуем. Поэтому на первом этапе, я надеюсь, что этим первым этапом так все и ограничится, мы настаиваем и требуем, чтобы эти всякие международные платформы открывали у нас свои полноценные представительства, юридические лица, с которыми можно было бы хотя бы вести диалог. А так мы им говорим, вы там распространяете детскую порнографию или инструкции по суициду, либо как изготавливать коктейли Молотова и так далее. Вы должны это убрать. А они нас просто и не слушают, даже не хотят слышать, что мы говорим. Но это же неправильно. Ни одна уважающая себя страна мира так не ведет. И в Европе, и тем более в Азии все настаивают на том, чтобы такая работа велась цивилизованно. Тем более, что они в своих-то странах не очень цивилизованно себя ведут подчас. Значит, ну, так мы вроде понимаем, что нас слышат, и некоторые коллеги собираются это делать, то есть открывать представительство. Если они не будут этого делать, или если открытые представительства не будут прислушиваться к нашим требованиям, к требованиям российского закона, то существуют различные технические способы, в том числе замедление скорости там, и так далее, и тому подобное. Но, повторяю еще раз, у нас нет планов кого-то закрывать. Но чего бы мне хотелось видеть, это чтобы и наши соответствующие структуры развивались в этом направлении, предоставляли возможность таким креативным, таким талантливым людям, как вы и ваши коллеги, блогеры, возможности в российских социальных сетях и на таких вот платформах проявлять себя, оказывать услуги нашим гражданам по целому ряду направлений и делать нашу жизнь лучше. Многие пользователи социальных сетей сейчас вздохнули с облегчением, наверное. И Никита в том числе. Конечно, лучше искать какие-то пути и договариваться, а не запрещать, как было с Телеграмом. Давайте перейдем в Центр обработки сообщений. По-моему, с Телеграмом тоже договорились. Ну и хорошо. Работает же, все нормально. Центр обработки сообщений. Татьяна Ремезова, вам слово. Наиля, спасибо большое. Предлагаю перейти от темы ТикТока и Инстаграма к более насущной проблеме, теме ЖКХ. Владимир Владимирович, мы хотим вам показать платежки, которые нам прислали жители поселка Демьянка Тюменской области. Демьянка или село Демьянское. Так вот, значит, квартира площадью 70 квадратных метров за апрель получила счет на, посмотрите, 74 780 рублей. Соседняя квартира, площадь у нее 60 квадратных метров и сумма за апрель 50 661 рубль. Платежки у нас, мы ничего не придумываем, это чистая правда. Мы сейчас попробуем связаться с жителями Демьянки, которые нам прислали свои платежки. Они должны выйти с нами на прямой видеозвонок. Так, смотрим ЖКХ. Демьянка, вижу.
Добрый день, вы в эфире. Вас слышит президент. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый день, Тарлан Тагирович. Меня зовут Орлан. За мной вот стоят жители поселка Демьянка, в частности, жильцы дома по улице Пионерной, дом 4 и железнодорожный, дом 15. Мы все были переселены по программе переселения аварийного жилья и ветхого жилья в новый дом. Ну, радости нашей не было границ, но наши радости были омрачены следующими фактами. Первый факт. Нас переселили с доплатами из аварийного жилья в новые дома. Сумма доплат составила до 330 тысяч. Вот. В разрез законодательства жилищного кодекса это все происходило. Вот. Ну, мы выкупили наши квартиры и переселены были мы в феврале нынешнего года. И в апреле уже получили квитанции за коммунальные услуги, где вот они варьируются от 40 до 70 тысяч. Мы обращались во все возможные инстанции, везде получали один ответ, что это экономически обоснованные цены, тарифы. И добиться вот мы никак не можем. Обращались и в прокуратуру, и в администрацию губернатора, в администрацию района, во все возможные инстанции, жилищную инспекцию, по ценовой политике мы обращались. Ну, нигде ничего мы добиться не можем, а 70% нашего дома это... Так, сейчас мы наладим связь, я надеюсь. Мы вас слышим, Мы вас слышим, продолжайте. Да. А 70% жильцов нашего дома – это пенсионеры. Размер пенсии составляет от 10 до 20 тысяч рублей. А коммунальные услуги получаются от 20 тысяч и более. Просто нереально, это просто на выживание, получается, людей поставили. И таких цен нету. Мы слышим. Я прошу прощения. Звонок какой-то ему. Видимо, с телефона эфир. Видимо, с телефона эфир. Алло. Да, Тарлан Тагирович, все знакомые увидели его в эфире и решили позвонить. Куб за воду составляет 333 рубля за холодную воду. И плюс еще 1,5 раза коэффициент идет надбавка на него. Если мы в предыдущем доме, когда жили, у нас было 1482 рубля за гигакалорий за отопление, то сейчас это составляет 5331 рубль. И плюс еще 1,5 раза надбавка. Тарлан Тагирович, да. Я понял. Я только не очень расслышал. В самом начале вы говорили, что при переезде вам пришлось за что-то заплатить. И приличные деньги. За что? Я не понял. Да, а если позволите, я немножко точнее сформулирую вот это все. Уже в сентябре прошлого года нас пригласили в администрацию для написания заявления на согласие переселения из ветхого жилья, где при этом пишется заявление в произвольной форме, где жильцы согласны на переезд. Но мы были удивлены, что уже от наших имен были написаны уже заявления, и формулировка заявлений была следующая. Прошу изъять у меня старую квартиру и взамен предоставить новую. Сейчас я вам... Так, с учетом выкупную цену, что само по себе говорило уже о доплате при переселении. Жильцы, естественно, отказались подписывать это заявление. Но через неделю нас опять собрала уже глава администрации поселка, которая убедила жильцов, что никакой доплаты не будет, что никогда это подсудное дело, что на это администрация района никогда не пойдет. И люди, поверив на слово, подписали это заявление. И, естественно, в этом году непосредственно перед переселением получили
суммы 330 тысяч зарплат. Они оценили квартиры по рыночной стоимости без уменьшения коэффициента. И доплата составляет... Да, спасибо Да, большое. значит, Тарлан Тагирович, я видел сзади у вас такая мощная группа поддержки, как у Яши артиллериста в свадьбе Малиновки, поэтому победа будет за нами. Вы даже не сомневайтесь. Во-первых, для меня непонятно, что за доплата. Это какая-то ерунда. Я не очень понимаю. Я вам обещаю, что с этим разберемся. Первое. Второе. Цифры, которые вы назвали. Вы нас слышите? Я думаю, по телевизору. Слышат. Да, уже по телевизору. Я надеюсь, что вы меня слышите. Значит, во-первых, непонятно, какая доплата. Во-вторых, значит, цифры, которые вы мне назвали, они тоже, мягко говоря, обескураживают. И за воду, и за общий счетчик. Значит, вода у нас, если мне память не изменяет, но, может, в Тюменской области чуть побольше, но в целом по стране 37 рублей за кубометр воды, так? Значит, 2 рубля за 1 гигакалорию. Я не очень, это в среднем, но, повторяю, в Тюмени может быть и побольше. Но откуда берутся те цифры, которые вы назвали, и конечный результат оплаты совершенно непонятно. Можно себе представить, что дом не был заселен целиком, и тогда на тех, жильцов, на тех, кто въехал в этот дом, переложили оплату за содержание всего дома. Но я так понимаю, что он у вас заселен полностью. Значит, я вам обещаю, что мы обязательно с этим поработаем. Во всяком случае, выясним все, что происходит вот по этому направлению. Вы знаете, действительно, я понимаю вас, когда я был неоднократно, посещал это аварийное жилье, в котором люди живут. И, конечно, большое счастье, когда из этих трущоб люди перебираются в нормальное жилье. Но это должно сопровождаться не поборами, а должно сопровождаться поддержкой дальнейшей эксплуатации этого жилья. И я думаю, что так оно будет и в этом случае. У нас есть данные, да? Там? Да, конечно, есть. Это Тюменская область, село Демьянка. Да. Мы можем связаться с ним. Тагиров Тарлан Тагирович. Тарлан Тагирович, обязательно с этим разберемся. Я предлагаю посмотреть, какие еще есть проблемы по теме ЖКХ. Давайте. Так, система опять меня не слушается, все пропало. Вот, предлагаю посмотреть ролик, видеообращение какое-то из Пскова. Владимирская 1, теплообменник. Ну вот тот случай, когда кадры говорят ярче. Да, но у нас не на связи Андрей Владимирович. Нет, мы можем с ним связаться. Давайте, свяжитесь. Ну, наверное, чуть позже. Коллеги, постарайтесь, пожалуйста, связаться с Псковом. Давайте я пока другой вопрос задам. Ну, давайте. Почему только у Дальнего Востока есть свой курирующий вице-премьер? Ну, мы вернемся к этому? Обязательно вернемся, я вам обещаю. Хорошо. Значит, по поводу кураторства со стороны руководства правительства по отдельным регионам. У нас есть такая практика, действительно, по Дальнему Востоку и по Арктике, по Южному федеральному округу. Совсем недавно мы с руководством правительства на этот счет говорили. В целом практика себя оправдывает, и договорились о том, что председатель правительства представит предложение, связанное с тем, чтобы руководители правительства, вице-премьеры занимались кураторством отдельных территорий.
На мой взгляд, это обоснованно, имея в виду то, что контакт с территориями, лучшее погружение в проблемы территории будет более прочным, более таким постоянным. И, надеюсь, это приведет к тому, что решения, которые принимаются в центре, будут доводиться более осмысленно, более точно и с большим эффектом. Ну, то есть действующие вице-премьеры, они будут отвечать еще все за какие-то другие регионы, да? Не за какие-то другие, а за конкретные. Ну, помимо Дальнего Востока, то есть у каждого региона будет свой куратор? Да, мы так договорились. Посмотрим, как будет эта система функционировать в более широком масштабе, а не только применительно к Дальнему Востоку, Арктике или к Северному Кавказу. Мы пытаемся связаться с Обсковым. А пока переходим в Центр обработки сообщений. Коллеги, может быть... Я вас не обману точно. Татьяна Ремезова. Спасибо большое. Я буквально пару слов скажу, какие хорошие дела успели сделать наши волонтеры за то время, пока работает прямая линия. Например, они помогли с доставкой лекарств и продуктов, помогли инвалиду из Саратовской области получить электроколяску, устранить свалки в Ростовской области, а также спилили дерево, угрожающее жизни жильцов дома из Тверской области. Но с чем мы столкнулись? Как только человек жалуется на прямую линию, и об этом узнают местные чиновники, ему начинаются различные звонки, намеки, даже угрозы. С одним из таких случаев столкнулась наш волонтер Регина Киреева. Регин, расскажи, пожалуйста. На прямую линию поступило обращение от жительницы города Новокузнецка Калинина Елены Владимировны. В своем обращении она попросила помочь с ремонтом крыши детского сада школы номер 235, в котором обучался ее внук Ратмир. Ремонт требовался, потому что дети находились в условиях полной антисанитарии. У нас, кстати, есть фотография этой школы, этой крыши, которую нам Елена Владимировна прислала. Если можно, пожалуйста, покажите фотографии. Дальше я созвонилась с отделом образования и попросила прокомментировать данную ситуацию. Но они не поверили, что им звонит волонтер прямой линии, и давать какую-либо информацию мне отказались. На следующее утро Елена Владимировна еще раз сама позвонила на прямую линию и попросила свое обращение удалить, потому что с ней связались представители отдела образования и попросили удалить обращение с такой формулировкой: «Не жалко ли ей заведующую детского сада и ее внука?» Что бы это ни значило. Вот очень интересная формулировка. Не жалко ли вам вашего внука? Внук-то здесь ее при чем? Мне кажется, стоит попробовать связаться сейчас с Еленой Владимировной, узнать, как у нее сейчас обстоят дела. Давайте попробуем это сделать. Зайдем в раздел «Региональная власть». Елена Владимировна на связи. Отлично. Елена Владимировна, вы в эфире, вас слышит президент. Вам не страшно на прямую линию выходить сейчас вот так, после всего, что было? Здравствуйте, мне очень плохо вас слышно. Вообще практически я не слышу, что вы говорите. Мы вас слышим, говорите, пожалуйста. Елена Владимировна, расскажите вашу историю. Мы вас слышим, говорите. Прям реально дозвониться до Елены Владимировны. Хорошо, давайте мы попробуем перезвонить чуть позже, и пока перейдем к следующему вопросу. Прямо сейчас позвоните по телефону. Давайте перезвоним Елене Владимировне. Тем более, что она на связи. Да, конечно, слышит. Она же стоит там. Давайте, дайте ей телефон. Елена Владимировна, мы постараемся вам дозвониться по телефону. Похоже, какие-то магнитные бури сегодня. Что-то проблемы со связью. Да нет. У нас просто главный упор на технику сделан, но даже техника иногда не выдерживает. Давайте мы вернемся к Елене Владимировне. Сейчас. Да, я уверена, что мы наши редакторы связываемся с Еленой Владимировной. Мы сейчас это делаем, но пока предлагаем связаться с Псковом. Тот звонок, который мы вам обещали, он готов к эфиру. Видите, я не обманула. Да, хорошо. Мы сейчас к вам вернемся, Елена Владимировна. А пока Псков. Да, Псков, давайте. Сейчас придем. По-моему, Елена Владимировна стала нас слышать. Прям хорошо было слышно, сейчас очень плохо, вообще нет. Давайте перейдем на Псков. Здравствуйте, Андрей. Мы посмотрели ваше видео. Креативно вы подошли, конечно, к запросу. Расскажите, пожалуйста, какие у вас проблемы? Да. Здравствуйте, уважаемая студия. Владимир Владимирович. Действительно, проблема очень неординарная. Дело в том, что по программе «Чистая вода», которую Псков с 2003
согласно нормативным актам, мы должны, наш город, так как население более 200 тысяч, иметь 2 источника водоснабжения. И город Псков реализовал второй альтернативный источник, сделал его из подземного водозабора, там глубина скважины где-то около 70 метров. Но в процессе реализации проекта никто не обратил внимания на то, что будет с горячей водой, с этой водой, вернее, когда мы будем нагревать. И вода вот эта из подземного источника, хорошие показатели по бактериологически, то есть она очень никаких бактерий, достаточно чистая, соответствует СНИПу, соответствует Санпину, вернее. При нагреве выпадает вот это. И этот дикий осад тупил все новостройки, которые находятся в зоне действия вот этого водозабора. Вот у нас есть один дом Ижорского 7. Там, представляете, дому 3 года остановилось горячее водоснабжение. Мы на Владимирском, мы на Окольной, у нас такая же ситуация. Вот это дом Окольный, полипропиленовые трубы. Там никакой ржавчины быть не может. И вот этот, из-за того, что это полипропиленовые трубы, не скапливается, выпадает вниз, и вот мы внизу трубы 6 месяцев. Вот это все чистим. И самое главное, что мы стали эту проблему обсуждать с городом. Все говорят, у нас все по нормам, у нас все хорошо, все красиво. Единственное, сейчас губернатор Псковской области Михаил Юрьевич подключился к этому вопросу, пообещал. И вот в связи с этим найти деньги на то, чтобы поставить вот эту станцию водоподготовки, что вода соответствует Санпину. Эти средства никто, там, я так понимаю, в различные структуры деньги никто не дает. Сейчас мы возможность через модернизацию системы водоснабжения найти денег на установке вот эту станцию водоподготовки. Просим помочь. К сожалению, Ясно, я понял. Связи, к сожалению, не оставляет желать лучшего, но вы поняли. Я понял. Проблема понятна, Андрей Владимирович. Я так понял, что это не старая система, она достаточно новая и современная, но к сожалению, значит, вода оказалась такой, что там происходят те процессы, о которых вы сказали. Значит, конечно, это требует наверняка дополнительных ресурсов денежных. Смотрите, у нас в ближайшее время предусмотрено на цели подобного рода достаточно большие средства. У нас на инфраструктурные проекты где-то 500 миллиардов рублей мы запланировали. Значит, 150 миллиардов пойдет прямо из Фонда национального благосостояния на проблемы ЖКХ. И, значит, еще 150 миллиардов пойдет через инфраструктурные ценные бумаги и через Дом РФ. Это все источники, из которых можно решать проблемы подобного рода. Значит, я понимаю, что деньги истрачены, и, конечно, как бы возвращаться к этому сложно, но что делать? И такое тоже бывает. Люди же не могут жить в таких условиях. Поэтому я и правительству поручение дам, Министерству строительства и ЖКХ, вице-премьеру Хуснуллину Марату Шакирзяновичу. И, конечно, свяжемся с губернатором. Они вместе подумают и точно совершенно найдут источник финансовый для решения вашего вопроса. Даже здесь сомнений быть не может. К сожалению, очень плохо слышно. Елена Владимировна Калинина у нас снова на связи. Из Новокузнецка. Надеюсь, мы увидим Елену Владимировну. Елена Владимировна, вы нас слышите? Пока устанавливают связь, Владимир Владимирович хотел продолжить тему по поводу грязной воды. Мы когда изучали весь массив информации, действительно очень много обращений. Вот, например, там у нас был Псков, Пензенская область. Вместо воды течет грязная жижа. Умыться просто невозможно, даже не говоря о том, чтобы ее пить. Более того, люди присылали не просто сообщения, но и фото, вот такие. Ну, нет, Ленинградская область, нет водопровода, течет грязная вода или ее совсем нет. Пенсия маленькая, вынуждена покупать воду в магазине. Смирнова Галина Сергеевна. Ну вот, смотрите, я уже об этом сказал, хочу еще раз повторить. Имея в виду все вот эти проблемы подобного рода и принятое решение о выделении дополнительных средств. Что там на самом деле происходит в этой сфере? Ну, всем хорошо известно, тем не менее, я повторю. Местные, муниципальные, региональные власти стараются не принимать решений, связанных с повышением тарифов.
Ну, потому что покупательная способность, особенно в пандемийный период, когда реальные доходы многих граждан упали, поднимать эти тарифы, увеличивать платежи, конечно, это очень сложное решение, это сложно для людей это переносить. Это все понятно. Поэтому местные власти сдерживают рост тарифов. Отсюда недофинансирование самой отрасли, несвоевременные ремонты, несвоевременные замены труб. Очень сложно организовать инвестиционный процесс, потому что он становится непривлекательным. Вот и все. Значит, именно поэтому приняты решения, о которых я уже сказал. На систему ЖКХ, непосредственно на ЖКХ, 150 миллиардов рублей у нас предусмотрено напрямую из Фонда национального благосостояния и через Дом РФ еще 150 миллиардов. 500 миллиардов в целом на инфраструктуру. Все это источники, из которых можно решать и должно, и будут решаться вопросы подобного рода. Нужно только своевременно на уровне регионов готовить соответствующие предложения, выходить в правительство и защищать свои предложения. Документы должны быть оформлены должным образом. Коллеги, давайте вернемся в Центр обработки сообщений. Наталья Юрьева, пожалуйста, я знаю, у вас есть интересная история. На самом деле у нас очень много обращений по теме аварийного состояния школ. Жалуются практически по всей стране. Предлагаю перенестись на Дальний Восток и принять видеозвонок из Уссурийска. Село Воздвиженка. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и задавайте ваш вопрос президенту. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья Борисовна. Жители городка Воздвиженка. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Мы тут уже замерзли, волнуемся. Простите, пожалуйста, по бумажке прочитаю, потому что волнуюсь. Пожалуйста, Наталья Борисовна. В конце прошлого учебного года... Слышно меня? Да, вас прекрасно хорошо слышно. слышу. В нашей школе в старом корпусе произошло обрушение перегородки. Корпусу уже около полувека. У нас, конечно, есть другой корпус, да, но там места мало и, соответственно, стесненные условия. Будем учиться в 2 смены. Помогите нам, пожалуйста, построить новую современную школу. И, в принципе, наш городок вообще... У нас покинула армия наш городок в 2009 году. И с тех пор у нас полный упадок. У нас вода техническая, у нас дома в таком состоянии, что там в аварийном, там невозможно жить. Вот. Ну, дороги, конечно же, отдельная история, да, как и по всей стране, но все-таки. Вот. Нет очистных сооружений, у нас канализация выливается прямо за городок. В общем, проблем у нас очень много, и мы бы очень хотели вашего содействия, чтобы на нас обратили серьезное внимание. Хорошо. Наталья Борисовна, я так понимаю, что проблем действительно много, и обязательно тоже поговорим с региональным руководством по поводу того, что нужно было бы сделать после ухода соответствующих подразделений Министерства обороны и что можно сделать в ближайшее время. Так понимаю, что вас сейчас беспокоит состояние школы. Значит, думаю, что... Да, я понимаю, поэтому вы с ребятишками там стоите рядом. Чтобы... Это школа за вашей... Это школа за вашей спиной, да? Да, это вот старый корпус нашей школы. Понятно. Да-да-да. Ну, если уж стена упала, то ясно, что она находится в аварийном состоянии. Значит, смотрите, у нас около 40 тысяч школ в Российской Федерации. Некоторые из них находятся в аварийном состоянии, и они, конечно, должны быть приведены, не просто приведены в нормальное нормативное состояние, а нужно строить новые школы. И таких школ у нас должно быть в стране построено где-то 1300 школ. И если ваша школа находится в аварийном состоянии, то и у вас должна быть построена именно новая школа. 60% школ примерно, а их всего у нас около 40 тысяч, нуждаются в текущем ремонте и 10% в капитальном ремонте. На все эти мероприятия деньги запланированы, в том числе и на строительство новых школ, и на капитальные ремонты. Программа практически сверстана, она будет осуществлена. Нужно только, чтобы руководители вашего региона сделали соответствующие заявки, мы вам обязательно поможем. Спасибо большое. Пожалуйста. Вам всего хорошего. И ребятишкам всего доброго. Вы знаете, мне подсказывают, что Елена Владимировна Калинина у нас на прямой связи. Да, давайте все-таки услышим ее. Елена Владимировна, вы нас слышите?
Что ж такое, не складывается у нас Там, Новокузнецком. видимо, начальство ваше там не хочет, чтобы мы с вами Все препятствия создают, все препятствия. Вот, теперь слышу. Вы нас слышите? Теперь слышу. Да. Говорите, пожалуйста. Пожалуйста. Здравствуйте. Здрасте. Ну, что могу сказать? Наш детский сад 235-й, школа детский сад, это коррекционный для деток таких проблемных. Этот садик с 82-го года, то бишь ему уже будет в следующем году 40 лет. Но вы понимаете, ничего не хотят делать. А последнее время у нас была экспериментальная группа, набирали детишек, вот мой внук туда попал. То бишь это он уже 2 класса отучился в школе. Ходили мы в садик, крыша начала течь безобразно. Обращались во все инстанции. Просили, умоляли, уговаривали нам, обещали. Ну, сами понимаете, пока я не написала обращение к вам, ничего не... Со связью проблемы не удается решить. Но все-таки история более-менее ясна. Ну, ясно. То есть... Значит, Елена Владимировна, вы нас слышите? Я думаю, Елена Владимировна и в записи нас посмотрит при возможности. И всем Новокузнецком, я думаю, коллеги, мы можем еще раз попробовать связаться с Еленой Владимировной, чтобы президент ответил по школе я понял проблему. Про детский сад хотите уточнить? Не-не-не, школа и детский сад, я так понимаю, в одном контуре. Это все вместе. Это все понятно. Владимир Ильич, ну вот как вы вообще можете что прокомментировать, вот самой Елены Владимировны там ей просто угрожали. Кто угрожал-то? Я так понимаю, руководство этого детского сада, что не надо обращаться к президенту. Из отдела образования. И... Это Кемеровская область? Да? Это Новокузнецк. Ей угрожали, что лишат опекунства над внучкой. Над внучкой? Да. Из-за того, что она к нам обратилась? Да, именно так. Да. Значит, Елена Владимировна, если вы нас слышите, то не беспокойтесь по поводу опекунства над внучкой. Считайте, что такой проблемы не существует. Пусть думают лучше о своих проблемах те, кто вам угрожает. Вот. Что касается школы, я только что перед этим отвечал на вопрос подобного рода. У нас необходимые ресурсы, это десятки миллиардов рублей, предусмотрены на строительство новых школ и на ремонты существующих, на капитальные ремонты и на текущие. И данные есть, да, этой школы? Да, конечно. Да. Значит, с губернатором переговорим. Это все-таки Кемеровская область, мне кажется. Да, Кемеровская область, да, губернатор Цивилев Сергей Евгеньевич. Сергей Евгеньевич, я вас тоже прошу, обратите на это внимание, сделайте соответствующие заявки вовремя. И подключайтесь к программе реновации школ. А в данном случае, если школа совмещена с детским садом, то в одном контуре можно будет все и сделать. И обратите, пожалуйста, внимание на тех должностных лиц, которые пытаются запугивать людей, ради которых они должны работать. Надеюсь, что вы примете своевременные и правильные решения. Доложите мне об этом, пожалуйста. Коллеги, снова переносимся в Центр приема и обработки сообщений. Наталья Юрьева, прошу вас. Спасибо. Есть у нас и примеры того, как проблему удавалось решить даже до начала нашей программы. К вам, Владимир Владимирович, обратилась Малика Алиева из Майкопа. И я знаю, что волонтерам удалось ей помочь. С девушкой, с ее мамой общалась Сирина Хамида. Сирин, расскажите, пожалуйста, что удалось сделать? Владимир Владимирович, 13-летней Малике, к сожалению, она лишилась зрения в 6 лет. Мы настолько прониклись ее историей и обратились в Общероссийский народный фронт. Активисты движения совместно с волонтерами нашли спонсоров, которые купили Малике дисплей Брайля. Ну, вообще же, Владимир Владимирович, вопрос Малики был о том, можно ли включить вот такие современные российские разработки в перечень технических средств реабилитации, которые государство предоставляет бесплатно. Да, значит, у нас есть список, утвержденный правительством, Минздравом, средств реабилитации для людей с ограничениями по здоровью. И более того, сейчас существуют или сейчас вот реализуются планы по бесконтактному обращению в электронной форме для того, чтобы люди могли не только выбрать самостоятельно тот или иной прибор, аппарат, средства реабилитации,
но и получили бы оплату через казначейство. Это, безусловно, можно будет сделать, и мы это сделаем. Уверен, что члены правительства меня слышат, и Татьяна Алексеевна, и министр здравоохранения. Я прошу внести этот дисплей Брайля в список подобных средств реабилитации. Владимир Владимирович, продолжим с нашим экраном. Давно мы к нему не обращались. Большая тема — социальная политика и подтема рынок труда. Здесь тоже очень много обращений. Давайте дадим слово селу Аббатскому. Это видеообращение. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Я жительница села Аббатское, Тюменской области, Штрахова Светлана Николаевна. Мне 51 год. Вот уже 4 года я не могу найти работу. Обращалась к губернатору во все инстанции, но никто ничего не хочет решать вопрос. Когда, наконец, у нас в России будут рабочие места для всех, для молодежи, для нашего возраста. Уже устали все от этих проблем безработицы. Спасибо, до свидания. Да. Светлана Николаевна, конечно, вопрос рынка труда, вопрос работы является абсолютно принципиальным. Есть работа, значит, человек не просто чувствует себя занятым, он чувствует себя востребованным, независимым. И это одно из важнейших, может быть, одно из самых главных направлений, которыми должно заниматься государство в целом и руководители на муниципальном и на региональном уровне. Тюменская область у нас, в принципе, является одной из ведущих и по доходам, и по темпам развития. Поэтому и руководство Тюменской области, конечно, должно обращать больше внимания на те проблемы, о которых вы сейчас сказали. У нас, к сожалению, за пандемийный период, за эпидемию подросла безработица. До начала нашего знакомства и борьбы с ковидом общий объем безработицы был 4,6-4,7%. Он, к сожалению, подрос до 6 с лишним в какой-то период времени. Сейчас где-то 5,9. Уже спускается потихонечку вниз. Перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень, то есть на 4,6-4,7%. И такая тенденция у нас, слава богу, наметилась, надо ее сохранить различными способами, которые сводятся в конечном итоге к одному, к развитию экономики и к тому, чтобы люди получали достойную заработную плату. Если вы уже длительное время не можете устроиться на работу, это тем более печально, что напрямую с ковидными проблемами не связано. И, конечно, Тюменская область, которая имеет достаточно неплохие хорошую бюджетную обеспеченность, экономические показатели, конечно, должна заняться этим поподробнее. Но я уверен, губернатор слышит об этом и надеюсь, обратить внимание в том числе и на населенный пункт, из которого вышли с нами на связь. Владимир Владимирович, вот мне только что подсказали, что недаром у нас плохая связь получилась с Еленой Владимировной Калининой. Да. Дело в том, что на наши цифровые системы прямо в эти секунды идет попытки атаки, мощные DDoS-атаки. Шутите? Пока... Хакеры. Шутите? Да. Серьезно? Серьезно. Все говорят про русских хакеров. Все нас смотрят, это приятно. Оказывается, есть... Так что в ближайшее время будем стараться восстановить системы. Давайте перейдем в раздел «Культура», традиционно обделенная вниманием тема. Вот сообщение, которое мы получили. Я учительница по литературе, работаю в селе. У нас живут небогато. Мои ученики могут поехать в областной центр, но у них просто нет денег на билеты в театры, музеи и на выставки. Вот нельзя ли что-то придумать и как-то помочь, может быть, школьникам? Да. Кто это? А, к сожалению, не представилась женщина, просто прислала сообщение. Она учительница, да? Учительница русского языка, да. Вот, и литературы. У нас есть предложение на этот счет. Мы уже несколько месяцев обсуждаем это с правительством и хотим назвать этот инструмент «Пушкинская карта». Что имеется в виду? Имеется в виду предоставить возможность, ну и финансовые средства, небольшие, скромные, но тем не менее существенные для того, чтобы решать эту задачу молодым людям от 14 до 22 лет. Этим можно будет воспользоваться в течение сентября
декабря текущего года и в следующем году вот этой категории молодых людей на их счет, на эту карту будет положено на 4 месяца 3000 рублей. Почему 3000? Потому что если будет желание сходить даже в Большой театр, можно будет и это сделать, но, как понимаю, там билеты довольно дорогие, это будет разовый вариант. Но в целом можно будет посещать концертные залы, музеи, выставочные залы, вот такие культурные учреждения. И очень рассчитываю на то, что молодые люди воспользуются этой новой возможностью и смогут посещать не только свои региональные, но и общероссийские учреждения культуры. Будут окультуриваться. Ну, вы знаете, мне кажется, что это важно для молодых людей. Многие хотят. Ну, конечно, надо как-то досуг устраивать. Ну, не только. Многие хотят приобщаться к нашему наследию культурному, но вынуждены экономить на очень многом. Но надеюсь, что в этом смысле у них не будет такой необходимости экономить. Они смогут это сделать в данном случае за счет государства. Владимир Владимирович, давайте откроем раздел «Внутренняя политика» и под тему «Федеральная власть». Пожалуйста. Надеюсь, ничто нам не помешает запустить звонок. Звонок из Краснодара. Да, прошу. Уважаемый Владимир Владимирович, вы пришли к власти путем добровольной передачи ее Ельциным Борисом Николаевичем. Возможно ли такая передача власти в настоящее время? И есть ли в вашей команде человек, которому вы могли бы передать власть без всяких сомнений? Николай Петрович, я так понимаю, Николай Петрович, смотрите, Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. Дело вот в чем. Дело в том, что в соответствии с нашим законом, основным законом, в случае сложения президента своих полномочий, временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства Российской Федерации. Я был председателем правительства. Не скрою, здесь нет никаких секретов, этому решению предшествовали другие события. Я в какой-то момент был директором Федеральной службы безопасности, и когда Борис Николаевич предложил мне стать секретарем Совета безопасности, а это такая структура, которая занимается уже на политическом уровне координацией от имени президента работы силовых структур, мне нужно было подобрать по поручению президента преемника на должности директора службы безопасности, Федеральной службы безопасности. На мое удивление, те люди, которым я предложил эту работу, отказались. Почему? Ситуация была в стране очень сложной. И брать на себя такую ответственность не всем, не многим хотелось. Более того, когда Борис Николаевич и мне предложил баллотироваться в будущем, я ему сказал: Борис Николаевич, я думаю, что я к этому не готов. Он мне ответил: ну мы еще к этому вернемся, вы подумайте. И в конечном итоге, действительно, Борис Николаевич ушел в отставку, я стал исполняющим обязанности, но решение о том, кто должен возглавить российское государство, в конечном итоге всегда за гражданами России. Они осуществляют это свое право выбора с помощью прямого тайного голосования. И вот такой путь, и только такой путь возможен. Что касается тех людей, или того человека, который мог бы возглавить страну, ну, с одной стороны, говорят, святое место пусто не бывает, и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. И так происходит во всех странах мира. Я не знаю ни одного исключения. И, конечно, подойдет время, и я надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша Родина, Россия.
Коллеги, мы снова передаем слово Центру приема и обработки сообщений. Знаем, что буквально вот у вас бьется пульс прямого эфира, нашей прямой линии. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Но у нас есть вопрос о политике не внутренней, а внешней. Достаточно любопытный. Предлагаю посмотреть видеообращение, которое для вас Владимир Владимирович записал Андрей Николаевич Черемисов из Санкт-Петербурга. Возможно, не услышим. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Андрей. Недавно вы встречались с президентом США Байденом. Средства массовой информации сообщили нам, что встреча пошла в конструктивном ключе. Но почти сразу России снова начали грозить всевозможными санкциями и рестрикциями. То за германского пациента, то еще бог знает за что. И в оправдании говорят, что от Байдена мало что зависит, что якобы не все он там решает. У меня такой вопрос к вам. Зачем тогда встречаться с президентом Байденом, если от него мало что зависит? Спасибо. Николай Андреевич. Андрей Николаевич, ну, от президента Соединенных Штатов много зависит. Хотя там своя политическая система, есть определенные сдержки, противовесы, но от него много зависит. На то, что вы обратили внимание, это важный вопрос, на который вы обратили внимание. Но он, на мой взгляд, немножко даже в другой плоскости лежит, чем просто зависит что-то от президента, в данном случае США, или не зависит. Вопрос в другом. Вы знаете, вот в семье достаточно близких мне людей растут дети. Маленький совсем ребенок, он еще говорить-то не умеет. Ну, нашкодил чего-то там. Ему мама строго говорит: никогда больше так не делай. Включи голову. И он в ту же секунду сделал так. Пальчиком и повторил. Сказал так. Пам. Включил голову. Молодец. Вот. Условные папы и мамы в тех же Штатах, очень уважаемые аналитики, ученые и практики даже в прошлом, дают рекомендации своему политическому руководству, своему политическому классу, который находится у власти, в широком смысле этого слова. Какие рекомендации? Они им говорят: послушайте, вот период, когда мы были абсолютными гегемонами после окончания Холодной войны и крушения Советского Союза, период однополярного мира прошел. И вы должны исходить из того, что мир меняется, меняется быстро. Ну вот какие бы санкции не применяли к России, чем бы нас не пугали, все равно Россия развивается. Ее экономический суверенитет повышается. Обороноспособность достигла очень высокого уровня и во многих параметрах важнейших превзошла многие страны мира, по некоторым параметрам, в том числе и Соединенные Штаты. Азия развивается очень бурными темпами. Вот смотрите, если в 1991 году ВВП Китая был 20% от ВВП США, то сегодня, по данным тех же американских источников, сколько? 120%. То есть совокупный ВВП Китая стал выше по паритету покупательной способности, чем США. Объем торговли того же Китая с Европой превысил объем торговли США со своим главным союзником, с Объединенной Европой. Понимаете, мир кардинальным образом меняется. А наши партнеры в тех же Штатах, с одной стороны, понимают это, и вот поэтому встреча в Женеве. А с другой стороны, во что бы то ни стало, стараются сохранить свое монопольное положение. И отсюда, пожалуйста, вот вам угрозы и дальнейшее деструктивное поведение вот, и с учениями с этими, с провокациями, и с санкциями.
это не от нас зависит, это зависит от них. И я очень рассчитываю на то, что все-таки осознание того, что мир меняется, и в этом меняющемся мире произойдет переосмысление своих собственных приоритетов и интересов, приведет к тому, что все-таки мировое устройство примет более благообразный характер, отношения наши, в том числе с Соединенными Штатами, войдут в нормальные рамки. Ну а сейчас мы будем отвечать? Какие-то будут ответные меры? Вот такую смс-ку мы получили. США говорят о санкциях за нарушение красных линий. А какие у России есть санкционные рычаги за нарушение наших красных линий со стороны США? Интересуется Андрей Владимирович Сюткин из Омской области. Знаете, во-первых, мы не просто адаптировались, наша экономика адаптировалась к этому санкционному давлению. В чем-то она пошла нам на пользу. Вот эти так называемые программы замены импорта, замещения, замены импортного оборудования, технологий наши собственные, оно создало хороший толчок в развитии высокотехнологичных сфер производства. Это вот реально пошло нам на пользу. Я уже не говорю о сельском хозяйстве, которое сделало такой рывок, которого мы даже представить себе не могли в прежние годы. Есть и другие позитивные вещи. Платежная система МИР, например. Ну, и платежные системы МИР, и вообще укрепление финансовой системы. Вот то, что нас там пугают или вводят ограничения на вторичном рынке, на наши облигации и займы государственные. Ну, и есть в этом и плюсы. Значит, общий долг, причем совокупный долг, не только государства, но он и так-то у нас низкий был, но и коммерческого сектора сократился. В целом в этом тоже есть определенные плюсы. Значит, позитивные стороны. Но делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем. Ну, например, вот до сих пор американцы летают в космос на наших двигателях. До сих пор используются и широко наши ракетные двигатели для того, чтобы американские космические корабли выходили в космос. Ну, что же нам десяток лет поставляли, и что же нам приостанавливать им? Себе во вред, что ли? Или, например, Боинг, я уже не знаю, в каком объеме, но 50%, наверное, точно, строит свои самолеты из нашего титана. Ну и чего нам, зачем нам закрывать титановое производство себя? Если они переходят какие-то границы, мы находим асимметричные способы ответа, которые являются достаточно чувствительными для наших партнеров. Повторяю еще раз, надеюсь, что вот это отношение не только к нам, а к многим другим своим партнерам Штатов изменится. Кстати говоря, их традиционные партнеры и даже союзники, вы думаете, что они рады, что ли, тому, что с ними через губу разговаривают? Это не нравится никому. Предлагаю продолжить. Вы уже говорили про экономику. Поговорим дальше об экономике. Пожалуйста. Давайте посмотрим, что у нас с выплатой заработных плат. Вот я вижу, у нас есть прямое видеообращение из Забайкальского края. Посмотрим, да? С удовольствием. Пожалуйста, говорите, Дмитрий Николаевич, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемый Владимир. К вам обращаются работники государственного учреждения в области гражданской обороны и полиции. Дмитрий Николаевич, я прошу прощения, не могли бы вы выключить телевизор, чтобы мы вас лучше слышали? К сожалению, проблемы со связью. Если он у вас работает где-то рядом, потому что это может создавать помехи. Вот так, Дима, спокойно. Нет, телевизор нигде нет этого приложения. Продолжайте, пожалуйста. Прошу вас. Владимир Владимирович, поручение президента Российской... Давайте перезвоним. Во многих остались... Дмитрий Николаевич, я думаю, Дмитрий Николаевич, мы ничего не слышим. Пропадает. Давайте попробуем еще раз Речь связаться. пропадает. Чуть.
Давайте, пока мы вас- восстанавливаем связь с Дмитрием Николаевичем и селом Мангут, посмотрим, что у нас у коллег. Дмитрий Николаевич, подождите. Может быть, вам просто темп речи немножко изменить и не так громко говорить, потому что вы начинаете говорить, я вас слышу, а потом бам, и пропадает связь. Может быть, вы поближе к телефону будете стоять? Так, аккуратнее, только, может быть, не так громко и темп речи помедленнее. Хорошо, Владимир Владимирович, Да, я вас понял. вот так. Говорите, пожалуйста, мы вас Владимир, сейчас слышим. Сейчас нас хорошо слышно? Да. Владимир Владимирович, президент Российской Федерации 2 июля 2019 номер ПР 1100. Во многих региональных структурах, включая ГУ «Забайкал-Пожспас», заработные платы тех, кто принимает участие в тушении пожара, остались на уровне МРОД, независимо от должности, даже работы. Также у работников региональной пожарной охраны льготы. Владимир Владимирович, мы просим вас содействовать в решении данных вопросов. Низкие заработные платы и отсутствие каких-либо льгот причиной падения уровня пожарного, постоянного квалифицированного Владимир Владимирович, с управлением части по охране села. Я так понимаю, Владимир проблема в Ильич, том, если что я зарплаты поясню. остались на уровне МРОД. Да, Нет и дело в том, никаких что льгот. это пожарные муниципального отделения, Да, не входят сейчас, в МЧС. секундочку, сейчас, девушки, секундочку. Мы с Дмитрием Николаевичем сейчас разберемся. Дмитрий Николаевич, речь идет о повышении уровня заработной платы, да? Да. Да, значит, у меня в этой связи вопрос. У вас, ваша организация, она относится к МЧС или это региональная структура? Владимир Владимирович, ГУ «Забайкал-Пожспас» — это региональный. Это не МЧС, да? Не МЧС. Не МЧС, понятно. Значит, смотрите, вот когда мы говорили... Вы меня слышите хорошо? Владимир Владимирович, мы вас очень хорошо слышим. Отлично. Вот смотрите, значит, когда мы говорили, и я говорил там, когда в позапрошлом году или в прошлом, о необходимости повышения уровня заработной платы для сотрудников, не для офицеров, а сотрудников пожарных служб МЧС, это и выполнено. Значит, там у них было где-то 16, стало 32 и больше, там под 40 и чуть побольше. И там тоже есть проблема, потому что они начали заполнять вакансии, и дополнительные средства, которые им выделили, они начали немножко растворяться. Плюс они должны добавить еще уровень оплаты в арктическом регионе. Но мы там это под контролем держим. Я так понимаю, что, и вы сейчас об этом сказали, что вы относитесь, что вы являетесь региональной структурой. Значит, и, да, совершенно верно. Да, да. И это значит, что на уровне регионов, а в подавляющем большинстве регионов, когда мы начали поднимать значит, сотрудникам МЧС, в подавляющем большинстве регионов начали тоже поднимать уровень заработной платы и своим сотрудникам, региональным, потому что ну, просто переток происходит кадров. Вы, извините, это у вас какой регион? Забайкальский. Забайкальский. Вот, значит, понятно, что это зависит от уровня бюджетной обеспеченности. Тем не менее, я, значит, обязательно переговорю с губернатором, потому что ну, во-первых, работа у вас, прямо скажем, тяжелая и небезопасная, и это должно быть соответствующим образом оплачено и отмечено. А во-вторых, есть и другая проблема, это переток кадров. В конце концов, губернатор тогда не досчитается тех работников, которые ему нужны. Особенно вот в сегодняшней ситуации, когда у нас, к сожалению, происходит много проблем, мы сталкиваемся с проблемами горящих лесов. Значит, я понял, повторяю еще раз, это компетенция губернатора, но мы с ним обязательно на этот счет переговорим.
Спасибо, Владимир Владимирович. Пока не за что. Надеюсь, что реакция будет от губернатора. Спасибо большое, Дмитрий Николаевич. Спасибо вам. И вам спасибо. И вашим коллегам. И, пользуясь, как в таких случаях говорят, значит, возможностью, хочу поблагодарить всех тех, кто работает сегодня в очень сложных условиях по потушению пожаров. Очень важно не только с экономической точки зрения работа, но и с экологической, и с точки зрения защиты интересов людей. Вам спасибо большое. С губернатором переговорю обязательно. Хочу и сказать, вот что вот уже подсказывают, министр... что как раз на тему мусорной реформы, в продолжении темы экологии, у нас есть много обращений у наших коллег в колл-центре. Давайте дадим слово Наталье Юрьевой. Северной коллеги, но надо отметить, что наша редакция получила уже почти 2 200 000 обращений. И действительно, среди них очень много вопросов по теме мусорной реформы. И вот уже почти 2 недели волонтер Ирина Политова обрабатывает все эти обращения по теме мусорной реформы. Ирина, сколько ты вообще изучила вопросов? Наверное, уже несколько тысяч вопросов. Ну, без преувеличения все. Все, но они продолжают поступать и по сей день. А что больше всего волнует наших граждан? Вы знаете, мне кажется, что самая вопиющая проблема в нашей стране – это несправедливость тарифов на вывоз мусора. Начисляются они в большинстве регионов по количеству квадратных метров, а не проживающих людей. И получается, что одинокий пенсионер из трехкомнатной квартиры платит за вывоз мусора больше, чем его соседи, многодетная семья из однушки. А мусор у него по факту меньше при этом. Конечно же. Еще очень большая проблема, которая волнует жителей регионов, это отсутствие мусороперерабатывающих заводов. Полигоны переполнены, мусор разлетается, горит, и люди просто задыхаются. Вот с такой вот проблемой коллективно к вам, Владимир Владимирович, обратились жители Селенгинска. И я знаю, что у нас есть фотографии. Если можно, пожалуйста, попрошу редакторов вывести их в эфир. Жалко, что телевидение запахи до сих пор не передает. Можно было бы прочувствовать боль людей. Да, в Республике Бурятия это очень большая проблема. 71 человек написали жалобу. Среди них ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. Они просто умоляют о помощи спасти их поселок от экологической катастрофы. И, конечно же, есть большое количество обращений от маломобильных граждан, инвалидов, пенсионеров, которые попросту не могут добраться до мусорного контейнера, чтобы выкинуть мусор, но за услугу деньги они платят регулярно. Так вот, в Тверской области, в деревне Васильевская, жителям приходится проезжать 3 километра для того, чтобы выкинуть мусор в соседней деревне, потому что в их деревне попросту нет контейнера. А еще, Владимир Владимирович, людей, конечно же, волнует, почему они собирают мусор раздельно, а потом все эти раздельные контейнеры сваливают в один мусоровоз. И как можно вообще заставить управляющие компании перестать саботировать мусорную реформу? Значит, да, начинаем дальше работать, да? Да-да. Смотрите, мусорная реформа – это большая работа по всей стране. Ей раньше никто, как вы знаете, мы не первый раз обращаемся сейчас к этой теме, но начиная с советских времен, и фактически никто как следует никогда не занимался. Правда, и отходов, наверное, в прежние времена в таком объеме, в связи с переходом, как известному, в таких случаях говорят, жизни общества потребления, у нас и не было. Сейчас 60 миллионов у нас отходов накапливается ежегодно. И первые шаги только мы в этом направлении делаем. У нас пошли первые инвестиции на раздельный сбор, это в объеме 10 миллионов тонн, и на переработку на 3 миллиона тонн. Как вы видите, там еще очень большой остаток. Значит, в ближайшие годы мы должны запустить и мусоросжигающие заводы. Хотя и здесь наверняка есть проблемы. Я знаю, что многие граждане, которые проживают в тех местах, где предполагается строить эти заводы, они тоже, значит, напряжены, и у них тоже возникает много вопросов. Хотя хочу обратить ваше внимание, что ни в одной стране мира просто без утилизации подобным образом обойтись невозможно. А есть просто предметы, которые невозможно уничтожить, кроме как сжиганием. Ну, например, скажем, вот сейчас врачи наши работают и в красных зонах, и просто в клиниках, вот в этих
почти скафандрах, что называется. Их утилизировать невозможно другим способом, ну, по-настоящему утилизировать, кроме способа сжигания. Поэтому сейчас, вот кроме раздельного сбора и кроме начала утилизации, мы приступаем к практической реализации этих задач. Намечено строительство 5 заводов. 5. Сейчас правительство рассматривает возможность расширить эту программу. И это большая работа. Здесь много составляющих. Ну, например, некоторые производители упаковки, как вот специалисты говорят, в ведре у нас 50% как раз упаковки находится в мусорном. Некоторые производители упаковки, ну, например, это касается картона, бумаги самого разного вида, они сами приняли решение о том, что они будут создавать перерабатывающие мощности. Скажем, производители стекла считают, что им выгоднее заплатить утилизационный сбор. И сейчас правительство выстраивает с ними соответствующие отношения, с тем, чтобы эти средства собрать и пустить их на утилизацию данного вида отходов. Значит, повторяю, эта работа большая, мы не собираемся ее ни в коем случае останавливать ни на секунду. Конечно, наиболее вопиющие случаи требуют оперативного реагирования, в том числе это касается тех свалок, о свалках, свалок, о которых вы сейчас упомянули. Постараемся все это пометить для себя и соответствующим образом отреагировать вместе с властями. Но есть вещи, которые абсолютно недопустимы. Это вот то, о чем здесь сейчас было сказано. Это когда и граждане, ну, по праву возмущаются этим, когда они стараются, выполняют рекомендации властей, осуществляют раздельный сбор, а потом в машине все это вместе сваливается. Это, без всякого сомнения, недолжным образом организованная работа соответствующих операторов, которых нужно привлекать к ответственности за их действия. И в этом случае, без всякого сомнения, оперативная реакция жителей, общественных организаций, Общероссийского народного фронта в высшей степени востребована. И, ну, а чтобы так вот пошире сказать, мы такой к расширенной ответственности, хочу вернуться к этой теме, производителей упаковки будем переходить. То есть произвел упаковку и до утилизации отвечай за этот процесс, или напрямую утилизируя саму эту упаковку, либо отчисляя государству необходимые ресурсы для того, чтобы государство делало это своими руками. Ну, а на наиболее такие вопиющие случаи мы постараемся отреагировать, если есть адреса и обратная связь. Владимир Владимирович, продолжим. Слово Татьяне Ремезовой. Спасибо, Екатерина. Экология – это ведь не только переработка мусора, это еще и чистая вода и чистый воздух. Конечно, вот антилидером по вопросам по этой теме стал Омск. Абсолютным антилидером, вот лишь малая часть обращений. Чтобы выйти с ребенком погулять, нужно сначала проверить воздух в окне, пишет нам Евгения Рогозина из Омска. Надежда Касатова призывает перевести правительство, федеральное правительство в Омск, пусть подышит нашими ароматами. Давайте сейчас попробуем Омск подключить к эфиру. Зайдем в экологию, загрязнение окружающей среды. И вижу я, Омск, есть у нас прямой видеозвонок. Пожалуйста. Здравствуйте, вы в эфире. Вас слышит президент. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Владимир. Я звоню вам из Омска. И да, действительно, наш вопрос касается экологии. В 2018 году Омск вошел в число 12 городов-участников нацпроекта «Экология. Чистый воздух». Но вот сейчас, 30 июня 2021 года, мы так и не почувствовали изменений. Вашим указом общее валовое количество должно было и снизиться на 20%, но нас как травили угольной сажей, как травили формальдегидом или хлорводородом. Так до сих пор эти превышения регистрируются. У нас действительно очень плохая статистика по легочным заболеваниям, по заболеваниям дыхательных путей, онкология. Владимир Владимирович, сегодня мы к вам обращаемся за помощью, чтобы вы как-то повлияли на предприятия, которые игнорируют майские указы, и на всю систему, чтобы мы все-таки смогли вздохнуть полной грудью и перестали жить в газовой камере. Коллективное обращение. Разве что ребенок не просит маленький. Я вас слышу. Действительно, Владимир Валерьевич, да? Владимир Валерьевич и все вот
кто с вами рядом стоит, и взрослые, и дети. Я вот что хочу сказать. Значит, я слышу, было предложение перевести федеральное правительство в Омск. Вы знаете, это даже не решит проблему. Тем более, что на самом деле я-то считаю, что в Сибири надо бы переводить определенные федеральные структуры или как минимум переводить туда на те крупные наши компании и головные офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги платят, к сожалению, в Москве. Но это отдельная тема. Что касается экологии, значит, смотрите, вот ситуация, которая складывалась десятилетиями, она сложилась так или иначе объективно. И не в результате деятельности правительства Российской Федерации, даже новых российских властей в широком смысле этого слова. Это, вы сами знаете, предприятия там десятилетиями существуют, поэтому вот они являются загрязнителями. Первый загрязнитель – это промышленные предприятия. Второй загрязнитель – это система ЖКХ, особенно если мы имеем дело с отопительным периодом, если основное отопление приходится на такие первичные источники, как уголь, либо топочный мазут. Ну и третье – транспорт. Действительно, что касается Омска, он включен в число вот этих 12 городов с тяжелой ситуацией. Но вот это снижение до минус 20% должно состояться к 2024 году. И я очень рассчитываю на то, что все-таки, несмотря на все сложности, это произойдет. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что вот, жить в таких условиях не позавидуешь. Я прекрасно это понимаю. Значит, тем не менее, работа идет. Сейчас скажу, по каким направлениям и чего там удается местным властям и центральным сделать. Мало того, что Омск включен вот в это количество 12 городов, где намечено вот это обязательное снижение 20% к 2024 году, предпринимаются и конкретные меры. Ну, например, насколько я знаю, у вас там недавно совсем докладывали, так, я держу в курсе того, что для себя информацию о том, что происходит в этих 12 городах. В Омске, по-моему, 4 крупные свалки, да? 6. Ну, 6 крупных, 5 участников программы «Чистая страна». Ну это вот. Я могу ошибаться. Ну, у меня там в моих документах где-то 4 крупные. Да? Вот сейчас, в принципе, значит, соответствующие местные власти, региональные, могут сформулировать заявку на работу по этим полигонам. 2 заявки губернатором подписаны, но по 2 полигонам, к сожалению, до сих пор нет даже заявок. И это то, на что местные региональные власти, безусловно, должны обратить внимание. И нужно ускорить эту работу. Второе, что нужно сделать, у вас работает крупный НПЗ, значит, это «Газпромнефти», по-моему, да? И там есть достаточно большое скопление этих отложений и шлаков. Вот сейчас дорабатывается вопрос с руководством компании, а компания такая мощная, хорошая, высокотехнологичная. Значит, они обещают к 2023 году 50% этой свалки соответствующим образом переработать. Почему только 50? Здесь нужно действовать аккуратно, чтобы не разворошить эту свалку таким образом, чтобы она не создала еще большие проблемы, чем те, которые существуют. Но работа по этому направлению будет сделана. Ну и, наконец, один из загрязнителей, как я сказал, это общественный транспорт. И здесь есть определенные подвижки вперед. Принято решение о том, чтобы обновить транспорт в городах с неблагоприятной экологической ситуацией. И Омск попал в это число. Здесь надо отдать должное руководству Омской области. Такую программу правительство Омской области подготовило, защитило. В правительстве эта программа была передана. И сейчас мы начнем работу по обновлению городского транспорта с тем, чтобы обеспечить снижение выбросов. Ну а вообще-то ситуация, конечно, требует принятия более кардинальных мер. Ну, например, значит, мы сейчас переходим к применению на предприятиях наилучших известных технологий, но этим можно не ограничиваться. Во-первых,
число постов надо увеличивать Росгидромета. Нужно обеспечить, несмотря ни на что, хотя представители промышленности, в том числе областной, говорят о том, что это будет дороговато, все-таки нужно обеспечить контрольные приборы, которые фиксируют количество выбросов, и соответствующим образом реагировать на то, что происходит. Вот над этим мы будем продолжать работать. Даже не сомневайтесь, и хочу сказать и вам, Владимир Валерьевич, и всем, кто с вами рядом стоит, и всем амичам. Надо отметить, что все в масках. Никто... Будем работать, да. Извините, пожалуйста. Вы все в масках, это здорово, да. Можно коротенькое слово? Пожалуйста. Мне очень хотелось бы, чтобы вы надзорные органы чуть большим весом наделили, потому что в Омске есть предприятия, которые не выполняют предписания Росприроднадзора по 9 лет. У нас на территории муниципалитета существует 2 химических озера. Обязательно посмотрю на это. Будем считать, что я эти пометил вопросы. Значит, вопрос ведь даже не только в том, чтобы они были наделены большими полномочиями. Вопрос в том, чтобы они своевременно реагировали на эти события. Ну, посмотрим обязательно над тем, что там происходит. На то, что там происходит. Спасибо большое. Нет, вам спасибо за то, что вы обращаете на это внимание, следите за этим. И очень рассчитываю на то, что и дальше так будет вместе с общественными организациями. А здесь контроль со стороны общественности крайне важен. Спасибо, Омск. Следующий вопрос. У нас то потоп в Крыму, Владимир Владимирович, то жара в Москве. До свидания. То пожары в Сибири. Что происходит с климатом? Почему природа сошла с ума? Спрашивает телезритель почему-то у вас. Откуда? К сожалению, не указано. Видимо, по СМС. Это сообщение. Ну, об этом сейчас очень много говорят во всем мире. Это одна из наиболее актуальных и обсуждаемых тем, связана с изменением климата. Надо сказать, что да, связано с глобальным потеплением. И многие не без основания считают, что это связано прежде всего с деятельностью человека, с выбросами в атмосферу загрязняющих веществ, прежде всего СО2. Их накопились уже там миллиарды, триллионы в атмосфере. В чем трагизм ситуации? Не в том, что климат в различных регионах Земли периодически меняется, а в том, что некоторые считают, что когда климат будет меняться в отдельных регионах и на всей планете и подойдет к определенной опасной черте, а вот если рядом с этой чертой человечество еще добавит, внесет свой вклад в глобальное потепление, вот здесь могут наступить необратимые процессы, которые могут привести нашу планету к состоянию Венеры, на поверхности которой, как мы знаем, где-то 500 градусов по Цельсию. Вот чего опасаются экологи и те люди, которые предупреждают нас о таком возможном, неблагоприятном для всего человечества развитии событий. И, конечно, так это или не так, но мы должны сделать все для того, чтобы минимизировать свой вклад в то, что происходит в глобальной сфере, в том числе во Вселенной в целом. Потому что мы часть этой Вселенной, то, что там происходит, мы на это влиять не можем, но то, на что мы можем влиять, мы должны повлиять. Повторяю еще раз, на территории нашей страны это глобальное изменение, потепление происходит даже быстрее, чем во многих других регионах мира. Правда, не только у нас, а вот на этой широте, в том числе, скажем, в скандинавских странах. Какие это последствия для нас имеет? Есть, конечно, определенные плюсы, но есть и значительные минусы. Во-первых, часть нашей территории, а это примерно 70%, находится в северных широтах и большие в так называемой вечной мерзлоте. Вечная мерзлота – это, напомню, промерзшая земля на десятки и сотни метров в глубину. В некоторых местах километр и больше. У нас там и населенные пункты, и инфраструктура расположены. И если это все будет таять, то это приведет к очень серьезным социальным, экономическим последствиям. Но мы должны быть к этому, безусловно, готовы. Значит, вот это первое. Второе. Это может произойти опустынивание некоторых территорий.
в том числе тех, которые являются традиционными местами сельхозпроизводства в Российской Федерации. Это тоже нужно иметь в виду. И мы выполняем все обязательства, которые взяли на себя в рамках международных решений, в том числе и в рамках Парижского соглашения. До этого еще были Киотские соглашения, мы и там принимали участие. Мы взяли на себя достаточно серьезные обязательства, в чем-то не только не уступающие, но превосходящие по объемам снижения выбросов даже в Евросоюзе. И уверен, мы все это будем делать. Это, между прочим, связано и с экологией, и с применением наиболее доступных современных технологий. Связано с обеспечением экологической безопасности и в 12 городах, в числе которых находится Омск, и в других крупных населенных пунктах, мы сейчас не будем называть их количество, а будем просто работать по факту того, что там происходит с экологией. Вот. Значит, но есть и конкретные планы. Вот, например, сейчас правительство разработало планы нашего реагирования в случае дальнейшего изменения климата по наиболее чувствительным направлениям деятельности и отраслям, включая строительство, дорожное строительство и так далее. Понятно, что одно дело строить дорогу, значит, там в Краснодарском крае, а другое дело в Якутии. Это совершенно разные вещи. И разные нужны подходы и технологии. Вот правительство сейчас разработало систему реагирования по 10 наиболее важным критическим отраслям. Мы будем соответствующим образом реагировать и вносить свой вклад в международные усилия, будем расширять наши возможности по поглощению СО2 в атмосфере, а у нас здесь колоссальные возможности, и мы будем их увеличивать. Кстати говоря, вот пожарные здесь ребята выступали, их роль здесь очень велика, потому что поглощающая способность наших лесов, наших морей и части океана, она чрезвычайно важна, и нужно это сохранять. Но и в этом смысле, конечно, их роль очень велика, это очень важно. Но будем и готовиться к тому, что может наступить неизбежно. Владимир Владимирович, ну а что касается климата в международных отношениях, вот люди спрашивают об отношениях с нашими ближайшими соседями. Давайте дадим слово Балашихе. Уважаемый Владимир Владимирович, я выпускник 11 класса из подмосковной Балашихи, Арутюнян Ерем. И перед тем, как задать мой вопрос, хотел бы еще раз, в свою очередь, подчеркнуть важнейшую роль Российской Федерации и лично вас в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта и поблагодарить вас за это. И, собственно, мой вопрос звучит так. Может ли Россия гарантировать безопасность жителей Нагорного Карабаха? Спасибо. Да, действительно, Илья Макарович, Россия сыграла определенную роль в урегулировании этого очень серьезного кризиса. Никто не заинтересован в том, чтобы он развивался. Ни Азербайджан, ни Армения, ни тем более жители Нагорного Карабаха. Потому что другая сторона дела заключается в том, что если мы будем жить все мирно и дружно, то мы создадим условия для улучшения жизни людей не только в сфере безопасности, но и в текущих условиях, имея в виду нормальное существование семей, имея в виду экономическое развитие, социальное развитие, в чем, безусловно, люди, проживающие в Карабахе, в высшей степени нуждаются, потому что жить все время в тревоге, что возобновится вооруженный конфликт, невозможно. Это мы прекрасно понимаем. Значит, это понимают и руководители как Армении, так и Азербайджана. Да, проблем накопилось действительно много. Существуют вопросы, связанные с восстановлением нормальной инфраструктуры. Существуют вопросы, связанные с размежеванием границы, с тем, чтобы провести соответствующую работу на государственной границе между Арменией и Азербайджаном, особенно там, где государственные границы по существу никогда и не было. Это была только административная граница между союзными республиками.
Вот мы сейчас находимся в процессе этой работы. Мы создали специальную трехстороннюю группу. Это Россия, Азербайджан и Армения. И сделаем все для того, чтобы восстановить нормальные отношения в регионе. И бенефициарами этой работы, безусловно, должны быть жители Нагорного Карабаха. И мне хочется думать, что так оно и будет, несмотря на все сложности, которые копились десятилетиями. В сентябре в России выборы в Государственную Думу. Недавно вы выступали на съезде «Единой России». Почему вы последовательно поддерживаете партию власти и как оцениваете работу уходящего парламента? Давайте начнем с уходящего парламента. Потом про партию власти скажем. Я считаю, что парламент 7-го созыва работал не просто удовлетворительно, а на должном уровне и соответствовали результаты работы тем требованиям, которые предъявлялись ситуацией и страной к работе высшего представительного и законодательного органа России. Что имею в виду, это тоже понятно. Имею в виду, что значительное время, в последнее время, депутаты работали в условиях пандемии. А нужно было продолжать эту работу, несмотря на все сложности и угрозы, в том числе для жизни и здоровья. Нужно было приходить в зал для голосования и принимать решения по важнейшим направлениям жизнедеятельности страны. Нужно было оказывать помощь людям, конкретным семьям, предприятиям, целым отраслям экономики. И если бы это не было сделано своевременно, то ситуация была бы гораздо сложнее, чем та, которая сложилась в Российской Федерации. Как известно, это практически все признают, мы прошли самый острый участок гораздо мягче, с потерями, но гораздо мягче, чем во многих других странах. Это в том числе и благодаря работе депутатов Государственной Думы. Причем всех фракций, хочу это подчеркнуть. Примерно 25% состава Госдумы переболели сами коронавирусом. 4 ушли из жизни. Люди приходили и исполняли свой долг. И я думаю, что они заслуживают уважения, и слова благодарности должны прозвучать в их адрес не только от меня, но и от будущих избирателей, которые придут к участкам для голосования в сентябре текущего года. Теперь по поводу партии власти. Вы знаете, наша жизнь, к сожалению, не состоит из постоянных праздников и раздачи денег. Это самое простое и самое приятное, как сеятель на известной картине разбрасывать деньги направо и налево. Но лукошко-то когда-то закончится, а урожай может еще и не взойти. Поэтому решения должны приниматься, что называется, как в народе говорят, на ясном глазу, профессионально и с чувством ответственности за принимаемые решения. Еще раз хочу напомнить, что в 90-е годы было принято огромное количество решений на потребу публики, и принимались они людьми, понимающими, что исполнить это решение невозможно. Что это такое? Это обман избирателей, обман граждан. Для того, чтобы самим себя позиционировать как защитники народа и потом на кого-то свалить неисполнение этих решений. Повторяю, как правило, заранее знали, что они неисполнимы. Вот Единая Россия не ведет себя таким образом. И даже если нужно принимать не очень популярные, но необходимые для людей, для судеб нашей страны решения, депутаты от «Единой России» идут на это в известной степени себе во вред. Потому что ну, невозможно же ведь, хотя нужно это делать, но так вот в деталях, как правило, невозможно иногда даже объяснить принимаемые решения. Повторяю, нужно это делать. Но вот это все, эта работа «Единой России» создает очень прочную базу, прочный фундамент российской государственности, имея в виду гарантированность принятия необходимых в стране решений. И именно поэтому, и в силу того, что я был автором
что называется, создателем этой партии. Я естественным образом ее поддерживаю и так или иначе, конечно, и сегодняшний наш разговор, и ответ на ваш вопрос говорит о том, что я намерен поддержать ее в ходе избирательной кампании. Спасибо. Я предлагаю переместиться в Центр обработки сообщений, спросить наших коллег, скучно, девочки, или нет? Как там у вас обстановка, Татьяна? Наиля, совершенно не скучно. Вопросов у нас очень много. Как только в эфир выходит президент, вы понимаете, какой сразу скачок идет по количеству обращений, когда люди видят это живое общение, живую связь с президентом. Владимир Владимирович, чемпионат Европы по футболу продолжается. Вы в начале программы уже говорили о нем, но вопросов на эту тему у россиян осталось еще очень много. Вот, например, один из них. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, сборная России не вышла из группы на Евро-2020. Не так давно сборная по хоккею вылетела с чемпионата мира в четвертьфинале. Как лично вы относитесь к этой позорной ситуации? В России, в стране, где живет 147 миллионов человек, должны быть другие результаты всегда. Спасибо. Это вопрос от Светланы Токаревой из Липецка. Спорт есть спорт. И в спорте есть и триумфы, есть и поражения, и неудачи. Но то, что и сборная по хоккею у нас не отличилась, и тем более сборная по футболу, это, безусловно, факт, который не может пройти, остаться незамеченным. Здесь я не буду вдаваться в детали, в подробности. У нас есть специалисты. Я хоть и являюсь мастером спорта по двум видам борьбы, по самбо и по дзюдо, все-таки ни в хоккее, ни в футболе я себя таким не считаю специалистом. У нас специалисты есть, и нам нужно довериться им. Но в таких случаях, как обычно, здесь нет ничего личного. В таких случаях, как обычно, везде так происходит. Просто нужно подумать на тему о том, что было сделано позитивно теми людьми, которые отвечали за работу сборных. И, видимо, вместе с ними подумать о том, что нужно изменить сейчас, имея в виду и кадровую составляющую, причем и в футболе, и в хоккее, и двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, но рассчитывая на лучшее. А у нас, безусловно, потенциал очень хороший. Владимир Владимирович, для кого-то, может быть, спорт, отдых, но много людей считают, что все-таки отдохнуть – это куда-нибудь поехать. Может быть, многие из наших зрителей предпочли бы оказаться не у телеэкранов, а где-нибудь на море, на курорте. Ну, конечно, так или иначе, ковид закрыл границы. Многие, правда, для себя открыли родную страну, но не только. Да, они открыли для себя еще и проблемы, ведь цены в Крыму, в Сочи, на Байкале иногда выше, чем за рубежом, а качество, конечно, не дотягивает до заморских стандартов. Предлагаю обратиться к теме туризма, посмотреть тему «Внутренний туризм» и выбрать, давайте вот, может быть, из Кирова посмотрим, что девушка хочет спросить у нас. Здравствуйте, Алена, вы в эфире. Владимир Владимирович, добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему отдых на российских курортах обходится дороже, чем отдых за границей? К примеру, на 35-40 тысяч рублей мы можем слетать в эту же Турцию. По программе все включено. Туда идет проживание в 4-звездочном отеле, 4-разовое питание, шикарные виды, чистейшее море. А в Сочи на эти же деньги нас заселят в пансионат 3 звезды, питание только завтраки, и море не такое чистое, что как раз-таки провоцирует различные инфекции. Многие отдыхающие во время и после отдыха на Черноморском побережье жалуются на плохое самочувствие. Думаю, именно поэтому наши российские туристы не хотят ездить в наши юга. Особенно если человек как раз бывал за границей, и ему есть чем сравнить. Он даже при невозможности поехать в эту же Турцию не поедет на нас сюда, потому что он просто не захочет переплачивать деньги. Ну, что могу сказать, Алена? Ответ лежит на поверхности. Ведь у нас, к сожалению, на протяжении очень долгих лет просто очень мало денег вкладывалось в развитие наших туристических возможностей и туристической инфраструктуры.
люди предпочитали ездить за границу с самого начала, как только открылась такая возможность. И мы являемся страной с очень большим объемом экспорта туризма. Вот только за прошлый год, за 2019 год, 36 миллиардов долларов наши туристы оставили за границей. Или заплатили за то, чтобы поехать за границу. Это очень большие средства. Государство, к сожалению, не вкладывало. У нас есть программа развития внутреннего туризма, есть известный кэшбэк для возвращения части денег для наших туристов. Стоит задача развития туристической инфраструктуры. Мы сейчас создали госкорпорацию по внутреннему туризму. Она будет входить в туристические проекты и вносить туда соответствующие дешевые кредиты с возможностью выхода потом и передачи своей доли по рыночным оценкам частным предпринимателям. Первые шаги в этом направлении сделаны. Объем внутреннего туризма у нас увеличивается. Что касается того, что цены завышены, да, это, судя по всему, тоже происходит. Но с чем это связано сегодня? Многие страны, несмотря на то, что кто-то открывается, тем не менее закрыты. Люди побаиваются ездить за границу. На самом деле и правильно делают, потому что там каждый день меняются свои правила. Вот в Греции были сегодня одни правила, завтра другие. Требовали там справки о наличии вакцин на вакцинирование. Сегодня требуют там ПЦР, завтра еще что-то потребуют. Послезавтра будут требовать какие-то другие требования предъявлять, потому что им еще из Еврокомиссии там что-то навязывают. Значит, в больнице там не попасть. Значит, к чему это приводит? Приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры, прежде всего на юге страны, в Краснодарском крае, в Крыму. А как только предложения не справляются со спросом, сразу идут цены. Это во всей рыночной экономике это происходит. Очень рассчитываю на то, что мы будем увеличивать количество наших возможностей, в том числе и с помощью тех инструментов, о которых я сейчас сказал. 50 проектов примерно сейчас рассматривается в этой сфере, и будем это количество увеличивать. Да, спасибо Алене. Давайте продолжим. Владимир Владимирович, подраздел «Разное личное». Один из моих любимых. Уважаемый Владимир Владимирович, когда вы тема отдыха у нас продолжается. Когда вы отдыхаете, поете ли вы песни? Если поете, то какие? Да, мы все про отдых. Ну, во-первых, у меня не так бывает много времени для отдыха, а во-вторых, у нас ведь, как у нас говорят, если отдыхают люди, посидят немного, да и выпьют. А если бокал поднимут, то уже обязательно что-нибудь и споют. Вот я же русский человек, поэтому я мало чем отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан в этом смысле. А что поем? А что поем? Русские песни, советские, они мелодичные, красивые и содержательные. Давайте переместимся в Центр обработки сообщений. Наталья Юрьева, слышите ли вы нас? Да, спасибо. Я думаю, что те люди, которые нам присылали обращение на следующую тему, точно бы спели песню «Эх, дороги». Ну, вообще, дороги – это фотографии, чаще всего мы получали фотографии именно дорог в ММСках, ну, вернее, их отсутствие. Например, если посмотреть на изображение из деревни Алексеевска в Смоленской области, то совершенно невозможно найти ни мост, ни дорогу, они там есть, просто скрыты под водой. Ну, а вот так выглядит дорога в школу номер 39 в Таганроге. А вот жители Нижнекамска измерили глубину своих ям – около 25 сантиметров. Предлагаю посмотреть видеообращение не из Венеции, а из Лесосибирска. Там вместо дорог каналы или даже, можно сказать, целые реки. Здравствуйте. Уважаемый Владимир Владимирович, от лица жителей поселка Борового, города Лесосибирска Красноярского края, хотим обратиться к вам с просьбой помочь нам в решении данной проблемы. Вот такая дорога у нас проходит наш поселок. В прошлом году была отремонтирована дорога
через железнодорожное полотно, где была установлена неправильная дренажная труба. Вода не уходит. Уровень воды поднимается с каждым днем. Вот так у нас проезжают машины на свой страх и риск. Неоднократно обращались в администрацию города, где ответ не был получен до сих пор по поводу решения данной проблемы. Просим вас нам маленечко подтапливает. Наталья Ивановна, да, по-моему? Наталья Ивановна да. Прокопьева. Наталья Ивановна. Наталья Ивановна, проблема дорог известна, постоянно на слуху. Что я могу сказать вам и тем людям, которые сталкиваются с этими проблемами, ну и вообще всем гражданам России, потому что нас сейчас слушают многие в стране и в разных регионах. Значит, у нас дороги делятся на несколько категорий. Это федеральные трассы, это региональные и местного значения. Вот федеральных трасс у нас, если, дай бог памяти, 60 тысяч километров. А региональных уже свыше 500 тысяч километров. И еще свыше миллиона, около миллиона, это дороги местного значения. Вот что касается федеральных трасс, то на первом этапе государство занималось именно этим, потому что это основные магистрали, по которым грузы перевозятся и люди ездят. Значит, они создают каркас всей сети. У нас сейчас 85% примерно переведено в нормативное состояние. Значит, к 2024 году 50% региональных трасс должно быть переведено в нормативное состояние. И затем 80, до 80%, 85% в нормативное состояние должны быть переведены региональные трассы. Вот что касается здесь разные применяются способы и полного цикла, так чтобы и строили, и потом сами ремонтировали. Вот в вашем случае как раз нужно было бы это и сделать, чтобы в рамках полного цикла те, кто делал эту дорогу, ее дальше обслуживали. То есть вот сделали так, как они сделали, пускай бы дальше обслуживали за свой счет. Но это совершенно очевидно, что это явная ошибка тех, кто строил эту дорогу. Но обязательно я с губернатором Усом переговорю, значит, с Александром Усом, и посмотрим, что можно сделать. Средства соответствующие есть. Уверен, что и в регионе есть. Если нужно, мы, конечно, поддержим и с федеральных источников. Но вопрос ваш решим. Владимир Владимирович, вопрос, который пришел нам на сайт от Натальи Юрьевны Скорыниной из Челябинска, тоже по инфраструктуре. Повлияйте на ситуацию с общественным транспортом в нашем городе. Наталья Юрьевна? Да. Наталья Юрьевна Скорынина, Челябинск. Повлияйте на ситуацию с общественным транспортом в нашем городе. Метро «Долгострой» времен СССР. Ну да. Сколько лет ничего не делают, одни обещания. Мы ведь не село, а город-миллионник. Ну да. Она нас не слышит, Наталья Юрьевна? Нет, это не слышит. Это обращение на сайт. Это тема известная. Действительно, это долгострой, доставшийся нам еще с советских времен. Это не единственный город такого масштаба, который столкнулся с этими проблемами. В том же самом Красноярске, о котором я сейчас говорил, та же самая проблема. В Челябинск, по моему поручению, выезжал вице-премьер Хуснуллин, знакомился с этой ситуацией. Он мне докладывал о том, что вопрос проработан, стоить это будет, это должна быть такая гибридная транспортная связь и метро, и трамвайное сообщение, там, где удобнее. По центру там метро, потом с выходом наверх. Стоить это будет свыше 40 миллиардов рублей. Деньги у нас на это есть, не только для Челябинска, но и для других населенных пунктов, где есть такие же проблемы. Хочу еще раз это сказать. Это средства, которые будут выделяться на развитие инфраструктуры
объем средств достаточно большой, 500 миллиардов рублей, и вопросы подобного рода, в том числе и по Челябинску, не только прорабатываются, не только взяты в проработку. Примерный объем понятен, ресурсы есть, надо только запустить эту работу. Так же, как и по некоторым другим населенным пунктам, где есть вопросы подобного рода. Предлагаю перейти к теме экономика. Вы заявили о продлении льготной ипотеки в несколько другом виде, но все-таки она будет сохранена. Вот вам не кажется, что льготная ипотека разогнала цены на жилье, и таким образом инвестиции пошли не в граждан, а в строительство? Вот приведу примеры. В прошлом году цены в новостройках выросли на 12%. Краснодарский край. Стоимость 1 квадратного метра уже в этом году выросла на 53%. Сообщение мы получили из Белгорода. Квартира стоила 1 миллион 500 тысяч, сейчас стоит 3 миллиона 500 тысяч. Конечно, были и другие причины, которые повлияли на рост цен на жилье. Но вот не кажется ли вам, что ипотека повлияла? Ну, я хочу тогда послать ответную шайбу. Что, разве было бы лучше этого не делать? Кстати, я сам обращал внимание на это. Обращал внимание на одном из совещаний правительства. Это легко восстановить. Как раз и говорил о том, что мы должны иметь в виду, что когда мы вводим вот эти льготные механизмы, то мы должны следить за тем, чтобы соответствующим образом рынок к этому относился, в данном случае строительный рынок, и чтобы это не было фактором роста цен. Но, к сожалению, это в известной степени неизбежно. Это связано с ростом, с предложением и потребностями граждан. Между тем, вот эта льготное кредитование, льготная ипотека в 2,5%, несмотря на рост цен, а он тоже есть, это правда, хотя здесь разные причины, и рост на металла, там еще что-то, вообще, в принципе, инфляция. Вот. Тем не менее, вот эта льготная ипотека сыграла свою положительную роль. Строительство жилья, количество взятых кредитов резко увеличилось. Этой нормой смогли воспользоваться льготной ипотекой в 2,5% свыше 500 миллионов человек. 500 миллионов человек. Поэтому мы приняли решение продлить эту льготу. Льготу теперь она будет, правда, не 6,5%, а 7,5% на год до лета 2022 года, по-моему. Да? Значит, сумму поменяли тоже. Сумму поменяли, но во всяком случае эта льгота сохранена. Вот что самое главное. Ну, повторяю, чуть подняли на 0,5% пункта. Вместе с тем мы оставили и льготы, связанные с обеспечением и помощью семьям с детьми. Первоначально это было 2% для семей, где первоначально льгота была для семей, где есть 2 ребенка, а вот в последнее, совсем недавно приняли решение распространить эту льготу и на семьи под 6%, где появился ребенок в 2018 году, с января 2018 года, первый ребенок. Поэтому надеюсь, что вот это расширение льготирования, оно все-таки пойдет на пользу людям, и люди этим смогут воспользоваться. Ну а на Дальнем Востоке для определенной группы граждан наших действует и супер льготная ипотека в 2%. Поэтому надо, конечно, увеличивать предложение на рынке, надо следить за ценой стройматериалов, за другой продукцией. Здесь есть и проблемы, связанные с нехваткой рабочей силы. Во время пандемии мы подзакрыли доступ сюда рабочей силы из бывших республик Советского Союза, в том числе и Средней Азии, что тоже повлияло на стоимость жилья, как это не покажется кому-то странным. Но такая работа нами будет продолжаться. Владимир Владимирович, а как вам вот такая, как вы выражаетесь, шайба? По СМС у нас вопрос еще один. Кому подчиняется президент? Российскому народу, избирателю. Люди, когда приходят к урнам для голосования, они делают свой выбор. И причем на любом уровне, на местном, региональном, либо на общенациональном. И, конечно,
конечно, в данном случае президент, глава государства подчиняется тем людям, которые оказали ему это высокое доверие. Предлагаю выбрать один вопрос на стене. Вот, например, раздел «Оборона и безопасность». Давайте посмотрим. Борьба с преступностью. Вот я вижу, у нас есть прямой видеозвонок из Москвы. Посмотрим, да? Пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, Ирина Ходенович. У меня достаточно короткий вопрос. Сейчас мошенники предлагают поддельные справки о вакцинации, либо справки о противопоказаниях прививки. Как собираетесь бороться с такими мошенниками? Ну, это мошенничество чистой воды. Есть статьи Уголовного кодекса за мошенничество. Надо просто, чтобы правоохранительные органы эффективнее работали и знают об этом. И министр знает внутренних дел. Совсем недавно только с ним об этом говорил. Да, работают, ищут, надеюсь, будут привлекать к ответственности. Это вредная работа, очень опасный вид преступления. В данном случае связан еще и со здоровьем людей. Абсолютно недопустимо. И правоохранительные органы, безусловно, должны использовать весь имеющийся у них арсенал для того, чтобы пресекать подобного вида правонарушения. В Москве уже несколько дней ходят в кафе по QR-кодам, и, конечно, спрос на таких мошенников он растет. Знают, МВД знает об этом и настроено на то, чтобы бороться. Я предлагаю вернуться к теме вакцинации, правда, в ином контексте. Пожалуйста, завезите нам в ЛНР и ДНР вакцину от ковида. Заранее большое спасибо, пишет нам Василий Куприненко. Да, это вопрос, требующий внимательного к нему отношения. По-моему, уже несколько тысяч, 1090, что ли, доз вакцины завезено. И я услышал ваш вопрос. Дополнительный объем будет поставлен. Владимир Ильич, мы работаем уже больше, чем 3 часа, даже больше, чем еще больше, по-моему. Давайте перейдем к блицу. Короткие вопросы, короткие ответы. Поддерживаете ли вы свое знание иностранных языков? Если да, то какие у вас основные ошибки в немецком? Ну, ошибок нет? Нет, ошибки, конечно, есть. Это же не родной язык. Но основная проблема – это утрата словарного запаса постепенно. Это тоже, вы знаете, как музыкальный инструмент. Каждый день надо этим заниматься, чтобы поддерживать определенный уровень. Такой возможности у меня, к сожалению, нет. Ну, вот словарный запас, он постепенно исчезает. А английский? То же самое, еще хуже. Владимир Ильич, какой школьный учитель вам запомнился больше всего? У нас была Тамара Павловна Чижова, до сих пор помню, с 1 по 4 класс. Очень добрый человек. Я помню ее очень хорошо. Ну и Вера Дмитриевна Гуревич, который учил нас с 5 по 8 класс. Я до сих пор поддерживаю с ней отношения. Какое время в истории нашей страны вы считаете самым лучшим? У нас много было славных периодов в истории России. Ну, еще до петровских времен. И Петра I, который провел такие реформы крупные, которые преобразили страну. В период Екатерины Великой были сделаны самые большие территориальные приобретения. Ну а, скажем, в период правления Александра I Россия превратилась в то, что сегодня называется супердержавой. Совершенно очевидный факт. Поэтому все это, да и многое другое может и должно нами изучаться, и мы должны помнить об этом, отдавать дань уважения всем, кто достиг этих выдающихся результатов, и быть достойными их примера. Владимир Владимирович, кто крахмалит ваши воротнички и гладит сорочки? Из Москвы вопрос. Вы знаете, там, где я живу, в Огарево, есть химчистка, и там действительно... Там номер один? Номер один химчистка? Не знаю, как ее назвать. Катя, это реклама. Вот, но там работают люди, женщины работают. Я иногда... Спасибо большое за этот вопрос. Почему? Потому что у меня есть возможность сказать им большое спасибо, поблагодарить их. Я их очень редко вижу.
но всегда восхищаюсь результатами их труда. Я говорю без всякой иронии, потому что я, когда вот эти рубашки одеваю, смотрю, как будто они только что из магазина. Большое им спасибо. Конечно, надо, особенно вот таких мероприятий, как сегодняшнее, когда миллионы людей на тебя смотрят, надо выглядеть прилично, соответствовать ведущим. Владимир Владимирович, как вы удерживаете все напасти? Вы знаете, я к чему привык? К тому, что, и как я отношусь к этому. Во-первых, к этим напастям надо относиться как к неизбежному. Потому что люди в моем положении должны исходить из того, что это абсолютно естественное дело. Здесь очень важно, это главное. Нужно быть уверенным в том курсе, в правильности того курса, которым ты движешься. И тогда, как к ледоколу, можно идти через любую ледовую толщу, не особенно понимая, что происходит, но не особенно обращая внимание на то, что происходит вокруг, а стремясь к цели, которую ты перед собой ставишь. Ваше главное достижение на посту президента России еще впереди или уже позади? Я надеюсь, что еще впереди. Вы не раз цитировали «Маугли», «12 стульев», 3 художественных произведения, которые впечатлили вас больше всего и повлияли на вас. Может, про печенегов что-то? Да, вот давайте так скажем. Это «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. Это первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром. И «Колобок». Вот почему. И просил бы на это обратить внимание, еще раз обратиться к этому произведению всех моих коллег, которые занимают то или иное должностное высокое положение. Почему? Потому что как только вы, уважаемые коллеги, сочтете принимать за чистую правду льстивые речи и будете погружаться в соответствующее состояние под воздействием того, что вам говорят, то рискуете быть съеденными. Владимир Владимирович, что нужно для того, чтобы быть счастливым? Ну, во-первых, ладно, постараюсь покороче. Нет, это серьезный это вопрос. Философский вопрос. Да, у нас есть еще время. Да, я думаю, что для того, чтобы быть счастливым, нужно чувствовать свою востребованность и иметь возможность себя реализовать. Где вы будете работать после отставки? Зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть. А как вы относитесь к диетам? Диетам? Знаете, у меня есть общее правило, можно назвать это диетой, а может не называть. Все хорошо в меру. Не только в еде. В какие игры вы любили играть, когда были маленьким? Очень хочется сказать, что в шахматы, но, к сожалению, нет. Казаки-разбойники? Так же, как вот все, наверное, в ленинградских дворах тогда в прятки и в пятнашки. Салочки еще в некоторых местах называют. Пятнашки у нас говорят. И последний вопрос. Какую Россию вы мечтаете передать будущему поколению? Вопрос, на который хочется ответить красивыми, яркими лозунгами, и они есть у меня. Но вот это как раз тот случай, когда хотелось бы чуть пошире, если можно. Разрешите? Конечно, у нас еще есть время. Спасибо. Вот. Знаете, начну с грустного, а именно, начну, что когда-то, к сожалению, распалось наше общее Отечество, Советский Союз. И, как известно, ядро этого государства общего, этой исторической России, именно сама Российская Федерация, она, как известно, потеряла почти половину промышленного потенциала, половину своей экономики, около 50%, примерно столько же населения,
и значительную часть территории, причем важной в промышленном отношении, в экономическом смысле и инфраструктурно развитой территории, в которую не только десятилетиями, а столетиями историческая Россия вкладывала свои ресурсы. Вот, и казалось бы, что теперь с этим делать? Я уже говорил об этом. Восстанавливать Советский Союз бессмысленно, невозможно и бессмысленно по целому ряду причин. И даже нецелесообразно, имея в виду, скажем, демографические процессы в некоторых республиках бывшего Советского Союза. Иначе мы можем столкнуться и с социальными вопросами, которые будет невозможно решить, и даже с некоторыми вопросами размывания такого государственно образующего этнического ядра. Вот. Что же делать в самой России? Как относиться к реалиям геополитической ситуации и к внутреннему развитию? Вот смотрите, несмотря на все эти утраты, о которых я сказал, Россия, тем не менее, остается по территории самой крупной страной в мире. И хотя значительная часть территории лежит в северных широтах, тем не менее и это важно, имея в виду и Северный морской путь, и очень многое другое. Первое. Второе. Россия, без всяких сомнений, является кладовой, мировой кладовой различных минеральных ресурсов. И этим тоже по уму можно и нужно воспользоваться. И в этом тоже огромные наши конкурентные преимущества. Но главный наш золотой запас – это даже не те 600 с лишним миллиардов долларов, которые накопили наши гопсеки в Центральном банке и в Министерстве финансов. Главный золотой запас России – это люди. Говорю это не для красного словца, не для того, чтобы кому-то понравиться, а потому что искренне убежден в том, что так оно и есть на самом деле. Ведь наш народ, многонациональный российский народ, он, во-первых, очень в высшей степени духовный народ. Народ с очень глубокими историческими и культурными корнями. Это всегда важно. А в современном мире, я сейчас поясню, важно вдвойне, втройне. Это становится какой-то уже почти осязаемой, даже экономической субстанцией. И вот почему. Потому что современный мир связан с высокими технологиями. В этом будущее всего мира, в том числе и нашей страны. А если это так, то вот это глубокое начало, духовное глубокое начало российского, русского и других народов Российской Федерации, оно важно потому, что у нас внутреннее, очень большое уважительное отношение к науке и образованию. Это же связано с нашей культурой. Вот сейчас 60% родителей в нашей стране хотели бы, чтобы их дети занимались, работали в сфере науки. Хотя эта сфера не приносит особых доходов, таких как в бизнесе, скажем. Тем не менее хотят, чтобы их дети занимались наукой. Ведь это о многом говорит. Значит, а будущее человечества связано именно с этим. Это генетика, это биология в широком смысле этого слова, это информационные технологии, искусственный интеллект и все, что связано с деятельностью на стыке этих дисциплин. И у нас здесь есть колоссальные конкурентные преимущества. И если мы сможем обеспечить внутреннюю стабильность, чего пытаются всегда там где-то со стороны поколебать, если мы сможем добиться этой внутренней стабильности, то успех неизбежен. И тогда мы с полным основанием и гордостью можем сказать, что мы живем в государстве, которое внутренне привлекательно для того, чтобы здесь жить. И с полным основанием можем сказать, что мы живем в стране, которую считаем великой. И, на мой взгляд, это очень важно. И вот это внутреннее ощущение граждан и внутреннее отношение к России, вот оно важно и само по себе является важной гарантией
того, что Россия, безусловно, добьется всех целей, которые перед собой ставит. Владимир Владимирович, спасибо огромное. Спасибо за этот большой обстоятельный разговор. Будем верить, что все так оно и спасибо будет нашим с нашей коллегам страной. Наталье Юрьевой и Татьяне Ремезовой, которые работали вместе с волонтерами. И, конечно, отдельная благодарность самим волонтерам, которые приняли огромное количество обращений. Без вас бы ничего не получилось. Вот. А я со своей стороны хочу поблагодарить наших слушателей, зрителей, участников нашей сегодняшней дискуссии и встречи. Хочу еще раз заверить вас и сказать то, с чего начал. Сделаем все для того, чтобы ни одно ваше обращение, даже если мы не смогли сегодня его затронуть в ходе беседы, не осталось без внимания. И хочу поблагодарить ведущих за совместную сегодняшнюю работу. Спасибо большое. Вам. Спасибо вам. Спасибо большое. Я думаю, сейчас...